начинают одни под одним флагом. Что за мясорубка какая-то людей? Должна быть и каждый единая... рассказывает, какой он главный тут, и как без него никак. Да, там у кого-то вопрос был экономистом по экономической теме. Можно вопрос? У меня. Кто-то владеет темой по ННВК. Как вы считаете, хорошая? Расшифруй ММВК. Налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль. Все, больше ничего сказать не можешь. Только фразу. Только эту фразу и точка, и все, и тишина. Не, у меня был вопрос. Ты возьми так минут на 10, разверни, секундочку, разверни мозги свои, мы посмотрим, и тебе будем реагировать. А что ты лозунг подвесил, ты что, все дураки должны слушать, что ли? Ну, зачекай, дай скажешь. Секундочку. Я просто спросил, кто знает, какие преимущества и недостатки налога на выведенный капитал и какие риски этого, принятия этого закона в Украине. Спасибо. В любом случае, если человек, который имеет свой частный бизнес, будет платить налог на капитал, он это будет учитывать при создании цены, при калькуляции создания цены. Поэтому в любом случае это все будет из кармана людей. Вот и все. А бизнесмен, он будет стараться не потерять свои деньги. Суть именно... Я хочу по-другому спросить. Вот скажите, вот вы говорите, вывели капитал, допустим, в какую-то страну. Между Министерством иностранных дел Украины и Министерством иностранных дел этого государства существует на уровне там консульств, какие-то ведомств, да, объединенные базы данных, где они сливают ваши деньги, которые ушли. У вас существует на уровне государства эти вещи или не существует? Ну, то, что вы говорите без этого, вообще какая-то чушь какая-то. Вот если сказать, что государство Украины подписало с Польшей, там, допустим, с Америкой, с Кипром, все поняли, да? А с другими странами не подписала, то тогда ваш вопрос актуален. В каких территориях кто вывел бабки? Берем банковское визо за последние 20 лет и смотрим. Кто куда выводил, и не надо ничего рассказывать. И пускай все эти люди расскажут, зачем они выводили, почему они выводили, закрывали ли эти деньги контрактом, потому что по закону Украины 90 суток на контракт закрывать, и так далее. Это же персонализированные вещи. И обсуждать их, так сказать, в толпе, я считаю, это неправильно. Потому что тут специфический вопрос. Один человек честный, и, допустим, там, продал что-то или купил официально, сделал контракт, закрыл его официально, сказать, никакие претензии, не заплатил налоги, засветился в том государстве, в это, не на постоянных фирмах, а на реальнейших фирмах, платит деньги, налоги в той стране. Вот эти прозрачные вещи на уровне государства он выполняет. Может быть, их и нет, но он выполняет. А другой не выполняет. Поэтому как решать будем? Кто виноват, кто не виноват? Значит, сначала нужно решить так. Между президентами государств есть эти полномочия подписаны? Есть. На ведомство не распространяется, да, на какие? На такие-то, на такие. Какие способы управления существуют? Как это вытекает в налоговую систему, персонализированных к мобильному телефону, к адресу или к инвестиционному коду? Вот о чем речь надо. Да, то есть механизм ясен. А кто там попался, кто не попался, простите меня. Тут каждый должен сидеть перед законом. Читайте законы. Поэтому говорить о законах, а не о том, что правильно это или неправильно. Все делается правильно. Только одни уходят от закона, а другие честно. Вот и... Зен, будь ласка, можна? Я питання ще задам тут в ефірі. Таке питання. Приватбанк лише на 50% приватизований. Який ризик, що Коломойський поверне його собі назад? А він хіба на якийсь відсоток приватизований? Ну, так написали, що приватизований на 50%. Ні, він тепер оголошений як державний банк. Нарядує з Ощадбанком там і ще з будь-чим. А Коломойський чого і лізе, собственно говоря, що йому обідно сильно. І він його хоче тепер назад. Кстати, о птичках. Опять-таки, когда вот эти 150 миллиардов, 160 вернее, Коломойский выводил из Приватбанка, да, в 2014-2015 году, то благополучно 1 миллиард он поручил Вовочке вытащить оттуда.
Хотя по поводу того, что Британии, то, что ты сказал, что он вывел деньги. Ну, он на Кипр кинул это дело. Ну, якобы Британия засветила. Якобы Да, через ее счета прошли там. Ага. А теперь Британия, скорее всего, ждет. Ну, товарищ Украина, будьте любезны, покажите судебные реформы. Вот вам пока этого товарища. Угу. Она же может засветить практически полстраны. Ну да. Так вот, теперь же возникает вопрос. Дадим мы экзамен на профпригодность или не сдадим? Ну, надо сдавать. Нет, ты считаешь, что надо сдавать? Но это опять-таки будет зависеть. В ближайшем будущем, это от 31 марта, грубо говоря, будет зависеть. А то, да, весь Райффайзенбанк, который висит под Британией, фактически всех, кто там был, могут подвиснуть. А заплатили ли налоги, так сказать? А обмывали ли, не отмывали там? Или как? Ну, Райффайзен хвастается тем, что он чистенький. Да, хвастается. Не знаю, у меня моя соседка, она свою карьеру там какой-то одной из первых, вторых, третьих особ заканчивала в отделе аудита Ощадбанка. И курировали они, естественно, все. И любые экономические вопросы я решаю исключительно через нее, потому что она человек достаточно образованный в этих вопросах. Так вот, когда я собиралась со своей пенсией, куда мне эту пенсию начислять, там и все такое прочее, я к ней обратилась за консультацией. Что я не хочу на почте, а я хочу карточкой получать. Единственный банк, который она мне назвала, это был Райффайзен. Это было в 2012 году, ребята. Вот так. Нет, и с тех пор я ни разу не пожалела об этом. Я не за это, я говорю за то, что в любом банке, понимаете, могут быть... Подводных камней море. Да, она иной раз на мои вопросы, она просто на меня смотрит больными глазами и говорит: Оля, лучше не спрашивай. Вот видите, вот вы правильно поняли, Да, там просто капец. Да, тем более не владея, скажем, материалом, там нефиг делать, запутаться и уехать не туда. А она женщина умная в этом вопросе, и она на дурные вопросы, она физически страдает, когда ей приходится отвечать на идиотские вопросы. А умные вопросы я в тему, я задавать не очень. Поэтому. Вот, друзья, извините, что встреваю в разговор, да, мне очень интересно вас слушать. Я живу в центре Российской Федерации, я вот смотрю, наблюдаю, что-то у нас Райффайзенбанк, да, не особо люди вкладывают и держат там свои счета. Вот. Ну, я не знаю, как в Украине, я еще не связывался со своим другом из Львова. Он довольно такой человек в этом плане интересный. Ну вот хотелось бы тоже узнать, поспрашиваю, раз, может вы мне подскажете, почему так происходит. Ну, Райффайзен, основной банк, это же австрийский на самом деле. Понимаете? Владельцы основные, основной офис именно там. А у нас совершенно отчетливо, и это именно дочерняя веточка. И это Банк Аваль был в свое время перекуплен просто-напросто. Банк Аваль – это российская система банков. Вот. Ну, я понял, я поэтому вас и спросил, потому что мне довольно трудно отсюда мониторить. Вы же все-таки Европа, поэтому и задал вам вопрос. Александр, да, благодарю вас. Сейчас мы вам расскажем, какой мы центр Европы. Александр, тетя Оль, подождите, пожалуйста. Ага, внимательно слушаю. У меня к вам встречный вопрос. Как у вас там в России сейчас жить? Потому что у нас есть данные, что там купаетесь в масле, а мы тут как бы топимся. Ну, скажу вам одно, да. Сейчас вот буквально минут 20 назад дебильная передача с участием Ольги Дроздовой и ее мужа, да, заполонила весь эфир. Но единственное, что приятно было слушать, мне откровенно вам скажу, вашего прекрасного человека Дмитрия Гордона, я не знаю, может быть, у вас более такое отношение к нему дальновидное. Я не могу сказать, но мне он очень нравится и импонирует. Вот. И он сегодня так интересно выразился, что ваша какая-то там националистка Фреон или Фарион его так здорово оскорбила. Вот. Ну, это я из передач. А в отношении масла, купаемся мы не в масле или не купаемся, я вам скажу проще. Сегодня ваш спутник, точнее, ваша коллега по форуму
четко очень сказал, что ничего не поменялось. Здесь те же совки, только они сейчас, отгородившись забором, нахапавши, вот, крутят всем. Я живу в центре Татарстана, это самый богатый нефтяной регион Российской Федерации. Вот, отсюда выкачивают нефть, вот, фактически заряжая во все уголки мира. Нефть, газ. Вот. Я бы не сказал, что мы купаемся тут в роскоши. Вот. Ну, скажу так, что у средней семьи по 2-3 иномарки есть. Это вот я как обыватель вам скажу. Вот. И довольно приличные. Ну, а так, чтобы... как влияет это то, что вы говорите, благосостояние людей? Ну, это следующий факт. Состояние 90, я читаю сейчас на заглавие, значит. Состояние 98 богатейших россиян превысило сбережение населения всей страны. Как вы считаете? Ой, вы знаете, я так глубоко не копал, но верхушка олигархата, она всегда живет и будет жить хорошо. В данный момент вот у нас в Татарстане, да, клан Шаймиева, это бывший экс-президент Татарстана, вот, он влияет на экономику Российской Федерации довольно круто, скажем так. Это один из кланов управления российской экономики. И это ни для кого не секрет, я думаю, что для вас тем более. Поэтому я иногда даже получаю больше информации от своего друга, который живет во Львове, нежели по своим дебильным российским СМИ. Я вам так отвечу. Ну, я понял, да. Я читаю там ниже, пока ты рассказываешь. Суммарный капитал 29 триллионов рублей по курсу на конец прошлого года. Ну, примерно, наверное, так, да. Я не мониторил, я не финансист. Население Российской Федерации. Я прошу прощения. Классический вопрос, Александр. Можно спросить, почему люди у вас настолько политически пассивны? С вашей точки зрения. Ну, я бы сказал так. Вот я работаю в управлении, ну, скажем так, в строительной фирме на должности. Я просто наблюдаю то, что человек загружен слишком всяким бутером, по-русски говоря, приходит домой, и ему уже до фонаря все. Абы как, абы что. Тем более почти 70% России загнали в кредиты. Вот. И, соответственно, люди держатся за свои места и готовы кричать, что вот пусть будет так, пусть будет царь-батюшка, как говорится, нам абы как. Но все больше и больше, я вам скажу, недовольных по поводу аннексии Крыма. Я называю ее аннексией. Вот. Это, как говорится, не в угоду тому, что у меня очень много друзей с вашей стороны, с Украины, что я служил при Советском Союзе в Украине, что вообще я очень хорошо отношусь и люблю украинцев. Я не об этом. Я к тому, что это действительно была аннексия. Вот. Может, немножко отклонился от темы, скажем так. Вот. Сегодня мне тоже Олег... С чем это связано, их недовольство? Ну, с чем связано? Скорее всего, наверное, это связано с тем, что идет жесткий прессинг сверху, страшнейшая бюрократия, 5-минутный вопрос практически на местах, в мэрии где-то, он решается по полдня. Я всегда говорю, вот сейчас стало очень много средств связи, компьютеров, всевозможных там сотовых телефонов и прочего, разных гаджетов, да, но дела движутся настолько медленно и настолько, как говорится, везде во всем тормоз. С телевизора, как говорится одно, да, что нужна поддержка среднему, малому бизнесу, а на самом деле конгломераты и большие глушат просто этот средний. Уточните мне вопрос. Если бы, кто называется звук, если бы за аннексию Крыма Россия не получила санкции, то те, которые, вы говорите, недовольны, они бы, наверное, кричали «одобрямся» или все-таки были недовольны? Меня интересует мотивация. Были. То есть они недовольны, потому что им санкции били, а так бы им все равно. Шановні, я тут до нас гість прийшов, Еслан НАТО з міста, блогер теж. Так що привітайтеся, прийшов у нас новичок, Еслан. Еслан, якщо маєш питання, задавай. Вы меня простите, я плохо понимаю по-украински, хотя своему стыду, хотя я служил на Украине, в Украине 2 года. Извиняюсь, поэтому, если можно, по-русски, будьте добры. Я конечно, буду стараться вас понимать. Я вас еще раз прошу. Александр, вы лучше все-таки старайтесь понимать.
Потому что, вы знаете, это так. Мы кто в лес, кто по дрова. Мы говорим так, как нам удобнее в каждый определенный момент. Я понял. Мне все-таки интересно, от мотивации тех людей, россиян, которые увидели, как их президент аннексировал, кстати, не только Крым, Приднестровье, 2 чеченских, 2 грузинских, на Тузлу, если помните, автостраду чуть ли не строили, и как бы президента России не было тогда. Вы знаете, вот мне интересно настроение вот в россиян. Нам ведь здесь преподносят совершенно все иначе, понимаете? И большинство, может быть, даже и не большинство, я боюсь говорить, Россия огромная страна, я не могу большинство. Я вижу только свое окружение, вижу регион Татарстан, где бываю в разных городах. Вот. А вы спросите них, когда они будут недовольны санкциями, спросите них про Приднестровье, там, про 2 чеченских. Да, кстати, как с зарплатами у вас после 2000? Как с зарплатами? То, что говорит Владимир Владимирович Путин, то, что средняя зарплата составляет там 45 тысяч рублей, это глупость. Это все глупость. Александр, то, что там идет... Ага, да-да. Просьба. То, что говорит Владимир Владимирович, мы понимаем, что это говорит Владимир Владимирович. Чисто ради сокращения времени. Что вы видите сами, что вы знаете сами. Вот это единственное. И еще один момент уже в дополнение. Если из нашей украинской тарабарщины вам что-то вдруг будет непонятно, какое-то слово или еще что, вы попросите, мы переведем. Благодарю вас. Благодарю. В принципе, я задаю вопрос, если вот я говорю напрямую, звоню Олегу и общаюсь с ним, он мне рассказывает, и я поэтому немножко так сведущий, почему у вас произошел Майдан. И да, я даже нашим ребятишкам, своим, как говорится, своему окружению говорю, вы, говорю, ребята, хрен с пальцем не путайте. То, что, говорю, говорится по первому, по второму, по третьему, по звезде, по нашим каналам, говорю, это все говорится одно и то же. Стоит только пронаблюдать. Вы, говорю, пообщайтесь с другими людьми. Тем более уж с людьми, которые живут именно в Украине. А даже не с теми, которые там в Луганске, в Донбассе, эти все Захарченки покойные, вся эта шушера. Я говорю, вы не это слушайте. Вот. И когда они прислушиваются, я не смотрят... Понял. Они не понимают, что нападают на другие государства, подписывают меморандум и тут же их нарушать. Это для них что, норма или как? Знаете... Зачем им слушать, когда они что, в голове у них Бога нет или что, я не пойму. Я не могу отвечать за работу нашей Госдумы, да, за наше правительство. Я могу сказать только за обывателей. Большинство, скрипя зубами, говорят, что у нас всю Думу надо на Колыму, вот, и не хрен там орать на Украину, что они там по-своему живут, не хрен туда лезть. Но об этом можно сидеть и говорить на кухне. Кто-то может сказать, вот сейчас я наблюдаю такую интересную вещь, у нас такой есть, как же... Вас не слышно, вы заложник своего правительства. Окей, он пропал, и я скажу привет, я сегодня как первый раз здесь у вас, и я кидал вот... где есть у вас видео блогеров. Я не читаю себя особенно вот блогером, но да, занимаюсь чуть-чуть с этим. И вот у нас-то тоже были выборы, и в воскресенье были выборы, и вот про этих выборов я 3 ролика сюда кидал. Русскоязычные люди, которые у нас живут. Там самый последний вот человек, который имел возможность выбирать, потому что у нее, наверное, есть гражданство в Эстонии. А вот первые 2 очень странные люди, у них даже гражданства нету. Они... да, вот этот мужик просто стоял там, от нее спрашивали, а вы голосовали? Да не, я же гражданин России. И от нее еще спрашивали, как вы думаете, голосовать в Эстонии? А почему и нет? Прикинь, хитрожопые, блин, и в России голосовать, и у нас, блин. А вот самое первое, очень интересно в этом смысле, что там бабушка очень обиделся еще, что вот его как будто почти как вышвырнули оттуда.
я же гражданинка России. Ну, вот понимаете, блин, люди такие наивные, блин. Я же здесь жила 40 лет. Я могу тоже жить, блин, в любой стране, в другом стране 40 лет без гражданства. Но это не даст возможности, да, выбирать ихнего президента, ихнего парламента. Ну, хотя, да, остальные все права от этого государства мне, да, они дадут. Вот такие, да, смешные люди. Ну, я вам скажу одно, вот мое мнение, да. Меня вот как обывателя даже не интересует, так по большому счету, да, кто будет у кого президентом. Да, вот сейчас идут эти дебаты с Венесуэлой, они достали уже с этим Мадуро, они вот пол эфира заполняют этой хреновиной. Вот на кой черт, извините, да, вот мне знать, что там творится в Венесуэле. Это не мое государство. Я до сих пор вот не понимаю, какого Александр, я тебе отвечу на твой вопрос. Тебе это нужно знать для того, чтобы ты не думал и не знал о том, что творится у тебя в государстве. Ну, возможно, да. Александр, чтобы забить голову и отвлечь от внутренних проблем. Не, ну новости по российскому телевидению как бы узнавать это какой-то нонсенс. Есть Саша Сотник, есть Балу. Александр, вот я точно так же хотел сказать, в этом смысл, что вот это последнее видео, где у мужика есть гражданство, а он вот говорит такие вещи, что вот когда от него спрашивали, вот, а партия, за кого вы никогда не голосовали бы, он говорит, что ЭКРЕ. И почему? А потому что они сказали, что их лозунг был за Эстонию. Это по-эстонски «Эсти эст». Вот прикинь. Это вот их лозунг не за эстонцев, а за Эстонию. И мужик говорит, что это точно так же, как в 1933 году. Фашисты они. Я затрудняюсь что-либо сказать. Для меня тоже очень смешно это было, блин. Александр, ты можешь сделать микрофон, активацию по нажатию? Или я сейчас сделаю по нажатию комнату, чтобы все нажимали кнопку по нажатию. Пожалуйста, сделай. Ну, я вас внимательно слушаю. Я сейчас сам сделаю. Еще у нас тут есть белорусский блогер, это Серый Кот. Серый Кот, вы здесь? Серый Кот, да, здравствуйте. Я вот послушал немножко, о чем вы говорите. Как бы, да, интересно. Немножко, я думаю, формат другой будет. Тестовый, как бы, такой эфир, поэтому... Тестовый эфир. Я тоже запустил стрим. У нас там тоже сейчас идет. Я дал ссылку на описание на ваш канал и на Discord, чтобы люди подписывались. Дякую, Серый Кот. Кто-то хочет задать вопросы белорусскому блогеру, пожалуйста. Что? Говорю людям, кто хочет задать вам вопрос, пожалуйста. Я хотел задать Серому Коту. Слушай, Серый Кот, а у вас много ватников в Беларуси? Вот я с своим другом спілкуюсь, он говорит, да, много. Много у вас там ватников? Да, есть ватники, причем разные. То есть тут смотри, ситуация довольно интересная. Например, при том, что ватников много, опросы показывают, что порядка там 90, ну, вот на последней пресс-конференции Лукашенко сказал, 98% белорусов готовы там отстаивать свой суверенитет, они как бы не готовы входить в состав России. Но при этом ватников достаточно много. То есть это такие ватники специфические. Есть русско-мирные именно ватники, которые за русский мир, там, за вхождение в Россию, но их на самом деле меньше, чем обычно считается. То есть считают, что вот прям все, там вата ватная совсем абсолютно. Ну, это немного... Еще один вопрос, Серый. Я видел, у тебя видео есть, где ты мост снимал. Это про что ты мост снимал? Я что-то не понял. Понимаешь, смотри, для того, чтобы понимать, о чем это видео, надо глубоко, так сказать, понимать суть обстановки в Беларуси, то есть, ну, темы, которые там обсуждают. Есть такая тема, Лукашенко говорил еще в начале 2018 года, что он займется Аршанским районом, да, поднимет, как он сказал, из руин и пепла. Ну, это все как слова, то есть такой громкий пиар, там кучу денег влили, а в итоге, ну, вот мы видим, да.
Он сказал, все, я поднял его из руины пепла, тут все прекрасно, зарплаты шикарные, заводы восстановлены, все, идите гуляйте, а я теперь буду следующий регион поднимать из руины пепла. Ну, а вот такой вот мост аварийный абсолютно, то есть там ездят фуры, ездят автобусы, там милиция, чиновники все ездят и как бы, ну, подняли из руины пепла. То есть это вот тем, кто считает, что это какой-то батька, что он там что-то делает, он ни хера не делает, он просто берет кредиты у России и пускает их на пиар, на пропаганду. Ну да, там, когда денег было много, естественно, что положение было лучше. То есть, да, там больницы какие-нибудь, дороги, это было получше. Но сейчас я смотрел видосы такие, там и дороги уже побитые во многих местах стали, и как бы соцпрограммы урезаются, поэтому кто, допустим, из других стран, он смотрит эту пропаганду и считает, что Лукашенко там такой прям хозяйственник, он такой молодец, ну, ребята, не обольщайтесь. Вот эти комментарии, когда пишут, типа, о, какой батька, дайте его нам там на час, чтобы он порядок навел. Ну, хочется сказать, забирайте навсегда, и все, и забудьте, не возвращайте. А Серега, у меня вот такой вопрос. Как вообще общем вот белорусы сами читают, где лучше жить, в Рашке или у вас? Ну, белорусы разные есть. Ватники всякие, манкурты, они, может быть, и хотели бы в России жить. Ну, просто знаешь как, многие ездят на заработки, то есть ездили. Сейчас идет как бы даже больше переориентация на Европу, там на Польшу, на Литву. Больше стало ездить. То есть реально даже в Восточной Беларуси уже висят рекламы, типа там курсы польского, например, или там работа в Польше. Вот недавно профсоюз радиоэлектронной промышленности, ну это свободный профсоюз, проводил собрание, там всем желающим рассказывали, как, допустим, работу там в Польшу получить, поехать. То есть, ну такое вот дело, потому что есть запрос. А раньше, например, было принято, что вот все там на Москву ездили. Сейчас как бы там с работой стало хуже и реально идет переориентация. То есть за 2018 год 18 раз, по-моему, количество увеличилось тех, кто ездит на Запад. И Серег, вот со мной, наверное, согласен в этом смысле, что почему вот именно люди особенно вот едут в Москву или куда-то туда на работу, именно языковая барьера, потому что естественно, не все знают. Языковой барьер, отсутствие визы. Да. То есть ты просто приехал как в свою страну практически. Да. Теперь и все. Если бы вот действительно, вот что я хочу сказать, если бы у людей было бы элементарное знание английского языка или там немецкого или черт знает чего, естественно, они нашли бы и других возможностей на другой стороне. Намного лучше. И, между прочим, у меня тоже есть знакомые белорусы, которые со мной работали когда-то в Финляндии и Швеции. Они до сих пор вспоминают этих как прекрасный сон. Что они были как, да, вот прикинь, они были простые рабочие, и вот они заметили, что за них но смотри, чтобы им было хорошо еще. Вот, и после работы условия, чтобы у них хорошие были. Потому что они и вот моему работодателю, они же тоже работали, зарабатывали денег. И для этого, естественно, надо заботиться и за рабочих. Они мне говорили, как они когда-то раньше в России работали и в каких условиях. Но это было действительно ужас. Даже в советское время таких, скажем, условий не было. Смотри, Аслан, а в Эстонии белорусов много, которые работают там? Ты не встречал? Как? Можно питание серому коту? Извини, он что-то спрашивал. Да-да-да, я спросил, Аслан, как ты там, много ли белорусов в Эстонии видел? Ну, на работе, которые. Сейчас я не знаю, но я сам тогда работал в финской фирме, и эти белорусы с нами работали в Финляндии и Швеции. Ну, друзья мои, сравнивать работу в России и работу в Швеции, это по меньшей мере глупо, я считаю. Александр, пойми, да. Я же тоже был в России в командировке. Естественно, я же не жил в России где-то под стадионом, где-то, где плесень. Естественно, я жил всегда в гостинице. Можна питання сірому коту? Да, Сірий кот, а це правда, що Росія хоче присоединити вас, типу,
ну, типа, собі. Це правда? От, як білоруси, от як вони ставляться для того, щоб в Росію поїхати заробити? Вони їздять туди, і росіяни. Белорусы ездят в Россию, чтобы зарабатывать, но это отнюдь не означает, что они хотят присоединяться к России. Они видят, что там. То есть, понимаешь, Москва, Питер, там крупные города, это как бы отдельная тема. Но большая эта часть России, там небольшие какие-то городки, такие деревни. То есть вот за что Лукашенко многие хвалят. Там в Казахстане, где-нибудь в Украине, в России, за то, что вот он сохранил все заводы вот эти убыточные, совковые, которые нахрен никому не надо. То есть он берет у России кредиты и вкидывает на то, чтобы шло на заводы. То есть некоторые экономисты прямо говорили, лучше бы он ввел какой-нибудь безусловный базовый доход и платил там минимальные деньги, а заводы эти закрыл. То есть просто, чтобы не расходовать сырье, топливо и не делать никому не нужную продукцию, которая потом лежит на складах. Но он это делает для социального контроля. Так вот, белорусы ездят работать в Россию, да, потому что там платят больше, допустим, и работы там было больше, ну, то есть раньше, по крайней мере, вот до Крыма, до всего этого кризиса. То есть это было топ-место. Ага. А про цю дорогу, яку роблять з Білорусі в Україну, як думаешь, коли вона буде готова? В Беларуси в Украину тоже есть люди, которые ездят, но я больше слышу, что... Дорогу маю в виду. Дорогу цю роблять. Вона практично готова, я вибачаюсь. А, практично вона вже... готова і досить багато цих, насправді. Ага. Бо я чув, що з Білорусі запустять поїзд в Україну. Что за це щось таке? Не знаю, может запустят. У нас как бы и также есть это железнодорожное сообщение. От я не знаю. Це він має на увазі не поїзд, а має на увазі рокадні дороги. Дуже гарні, дуже якісні, які... Ну, я слышал, да, строят дороги. А по поводу поезда, поезд связан с тем, что это, во-первых, с Европой, там в Венгрию куда-то и там через Польшу. И это связано с тем, что будут игры, европейские спортивные игры будет летом, и поэтому в связи с этим, чтобы болельщику было там проще добраться, то такой поезд запускают. И он потом останется. Серый кот. Можно вопросик еще такой коварненький? Скажите, пожалуйста, а вот в плане аргументов для белорусов звучит тема такая, ну, в вопросе присоединения, что придется вместе с Россией и санкционные тяготы нести? Ну, конечно, нет. Так я об этом говорю ватникам прямо. То есть вот многие есть ватаны всякие пророссийские, которые говорят, что это было бы здорово, там присоединиться, все остальное. А я им говорю в первую очередь о том, что это невыгодно для нашего бизнеса, поскольку санкции будут переложены и в том числе на наши компании, во-первых. Во-вторых, те дотации, например, да, которые вот Лукашенко выбивает за счет своего положения между Россией и Западом, да, он этого лишится положения. То есть все эти дотации... Санкции это одно, я извиняюсь, да? А вот то, что вы столкнетесь с громадной бюрократией, которая начнет прессовать и давить ваш бизнес, потом столкнетесь... Да, понимаете, смотрите, Александр, у нас такой маленький замкнутый мирок. То есть вот есть царь, да, такой удельный князь Лукашенко, он построил свою такую закрытую систему, у него есть придворные бизнесмены, свой крупный бизнес придворный, вот родственники, там, друзья родственников, которым можно, у них крупный бизнес, там, сети магазинов, например, да, то есть у нас, например, нет Икеи, ее сюда просто не пустили, им сказали хрен вам, потому что Икея была бы выгодней, и она бы накрыла многие наши предприятия. Поэтому наши чиновники просто сказали, все, идите нахрен. И наши понимают, например, владельцы Европто, какого-нибудь там Короны, еще каких-нибудь сетей, которые действуют только в Беларуси. Они понимают, что придет, например, какой-нибудь Ашан, там придет еще какая-нибудь Пятерочка, там еще что-нибудь, и их бизнес либо купит, либо просто отожмут. Да проглотит. У нас даже X5 Retail Group московский проглотил Татарстана. Ладно, у меня в городе еще Метро есть, еще какая-то альтернатива. Метро, немецкая сеть. Вот. А также этих лент питерских, всего полно. Вы представляете, что будет, если вас проглотит такой крокодил, как Россия, который сам не способен шевелиться, и еще вас начнет прессовать и давить. И, извините меня, дураки ваши, те, кто там просятся в Россию, ничего они хорошего не получат. Серый кот, вопросик. Хто має ще якісь питання, задавайте. Я хотел спросить. Добрый вечер всем. Добрый. Спросить, а в процентном соотношении
Сколько у вас в школах учат белорусский язык? Учат его в школах, в принципе, во всех, я так понимаю. Тут вопрос в другом. То есть нет контента, например, какого-нибудь, да, нету его, например, в вузах. Понимаете как? То есть нет, например, полностью белорусскоязычных школ. Там есть предмет, например, белорусский язык, белорусская литература, который изучают все, по крайней мере, да. Но... Оля, вас не чути, ви віджимаєте кнопку, відпускаєте, будь ласка. То есть белорусский язык можно считать, что он уничтожен. В этом смысле, да, в этом смысле, что... Его поставили, Эстланд, его поставили в такое положение просто, понимаете? Ну да, да, и поставил, наверное, вас царь, или как ее назвать там. Если, может быть, я ошибаюсь, но я надеюсь, что белорусский язык остался только вот в деревнях, или там, наверное, еще говорят его. Или как? Я вибачаюся, тіть Олі, звернуся. Тіть Оля, якщо ви з Google сидите або з Яндекса в Діскорді, то ви не зможете ніяк говорити, вас буде перебивати. Скачайте про... Ні, я просто слухаю. До речі, у мене до білорусів, хлопці, говоріть твоєю мовою, а? Вот серый год я помню, где-то года 3 назад примерно, я встретил в Хельсинки одного белоруса, который живет именно в Финляндии. И с нами была еще вот одна русская, которая тоже живет в Финляндии, но она русская. И когда она начала говорить, что вот у вас там все так хорошо, что вот там в России что-то не в порядке, туда-сюда. И этот белорус сказал, что да не гони здесь пургу. Если у нас все так хорошо было бы, я не жил бы здесь, в Финляндии, я был бы дома. Вот она, вот эта русская, просто не хотела понимать этого. Вот ей говорили, что, о, блин, какие хорошие дороги там в Беларуси, там все так хорошо, блин. Но да, вот как я заметил, что из России люди, как ты начнешь говорить про политики, они сразу твои враги, потому что им не нравится политика. Вот это... Им не нравится правда. Вот именно. Ладно. Говорить. Даю голос другим. Sorry. У них просто привычка, это вколочено очень сильно, кстати, во всех советских, защищать. И, ну, не надо слишком сильно... Ну, это необходимо учитывать просто при общении с ними. Они не могут иначе просто. Понимаете? У них все внутри переворачивается, если они вынуждены... Ну, пожаловаться они могут среди своих, среди... Ну, вот это привычка разговоров на кухне, понимаете, в приватной беседе. Совершенно верно, Ольга Батьковна. Да, это так. А на публику это слишком тяжело россиянину хаять свое или своих. Ну, вот у меня получается, потому что уже накипело. А с другой стороны, я вам скажу, да, Ольга, дело в том, что сейчас все больше и больше говорят и даже не стесняются. Кому нечего терять, как говорится, кто не вхож в кулуары власти, им все равно. Вот мне вот сейчас до фонаря, грубо говоря, я вот с вами общаюсь, да, и мне как-то свободно. Ну, назовете вы меня ватником, ради бога. Я не обижусь. Я вам на этот счет, знаете, что скажу? Во-первых, мы здесь своего рода все на кухне, правильно? Ну так, да, по сути дела так. Да, вот, в общем, общий язык нашли, вроде как. И второе, понимаете, сейчас у вас ситуация, это я просто сопоставляю, я-то не совсем юная девочка, мне уже 62 года, поэтому я совок очень хорошо помню. И вот те моменты, когда
чисто тупо кухонные разговоры, вот то, что шепотом даже в свое время начиналось с того, что только супруги шепотом могли между собой обсуждать, потом в самом ближайшем кругу друзей это обсуждалось, потом это все шире. Оля, я это время не застал. Я 68-го года. Извини, Александр, вот Оля, вот, sorry, вот я помню, когда мы освободились от Советского Союза, и помню, что вот у нас тоже вот не принято было громким голосом говорить, и когда я когда мы освободились от Советского Союза, и когда я мог ехать в других стран, и заметил, что все говорят свободно, таким громким голосом на улице, они ничего не боятся. И, естественно, я тогда естественно, чуть-чуть пошло времени, я понял, они свободные люди, им можно этого. Нам долгое время нельзя было говорить громким голосом. Сначала тебе надо было думать, о чем ты будешь говорить, если ты голос поднял. А то, может быть, завтра тебя куда-то вызывают, блин. Да, схожая ситуация. Так же было, да. Да, схожая ситуация. Да. Это в СССР везде было. Наверное, от союзных республик до Сахалина. Шановні, в нас гість білорус. Прийшов. Консул. Посуль. Читаємо. Консул. Не могу правильно прочитать. Я тоже вот не могу. Приготовиться. Вы нас слышите? Посуль. Ну, я вас внимательно слушаю. Ага, слышу хорошо. Нет. Нет, Александр тут на новенький зашел. Кстати, там был вопрос, наверное, к русским. Ждет ли Россию распад? Ну, как сказать вам, вот я здесь, находясь в центре Федерации, общаюсь с довольно известными людьми иногда, никакого распада нет. Наоборот, вот как вот чувствуется вот благодаря, скажем так, горько говоря, этой вот аннексии Крыма и всего прочего, все стараются кричать, что вот, Путин молодец и все такое. А в конечном счете на лицах у людях совсем другое. До распада, не знаю, далеко еще, мне кажется. Не, Александр, не значит, что это будет завтра. Ну так, 8-10 лет. Как думаешь? Не могу сказать, затрудняюсь. По-любому наружу, по крайней мере, демонстрируете сплоченность, правильно? Так как вам сказать, Ольга, сплоченность, какая тут может быть сплоченность? Говоришь кому-то вот на работе, вот ты видел, вот как Гордон красиво сказал, да, молодец он, да. Я говорю, так ведь он украинец. Ну да, вот у них свобода, вот у них, у нас как-то вот это там. Александр, давай о чем-нибудь другом, давай вот о работе. И люди просто уходят от политики. Вы правы были, когда сказали это. Это так. Это дома, на кухне, в разных чатах, во всевозможных закрытых форумах, они что-то обсуждают. Я одно время был на дебильном сайте «Одноклассники», где одна грызня, где одна ругань. Мне так надоело, я ушел оттуда. Ну и как-то, в общем, вот так вот. А чтобы вот так на улице где-то в открытую, нет. Уходят от этих тем политических и вообще от этих злободневных тем, как говорится, уходят. Ну, понятно. Кстати, относительно Гордона, получилось так, что мы его бурно обсуждали незадолго до вашего... я слышал, Ольга, да, я слушал вас. Это я просто подключился позже к общему голосовому протоколу связи. Я вас слушал, я помню ваше мнение, да, я все помню. Что он там в Киеве сказал, помню, вы говорили, я слушал вас внимательно. Не рассчитывайте то, что он абсолютно искренен, понимаете?
Это конъюнктурщик еще тот. Даже так? Да, да. А можно вопрос? А как бывший экс-глава СБУ, мне понравилось, как он рассуждает. Он сейчас тоже собрался баллотироваться в президенты Украины. Как же его? Смешко. Смешко, да, да. Ну, я вам мою личную точку зрения скажу. Я человек, который старается учиться на ошибках чужих, а не на своих. Бывшего выпускника ГРУ мы наблюдаем в соседнем государстве. Я понял сразу, о чем вы. Понятно. Благодарю за ответ. Благодарю. Я хочу дополнить, прошу прощения, тетя Оля. Просто у нас президентские выборы, не только выборы президентов, некоторые просто пытаются себя афишировать для следующих парламентских выборов. Так что это как бы предрекламная кампания. Это все понятно, тут ничего удивительного. Это нам понятно, Александр, может, не знает. Еще один вопрос задам, последний. Влад постоянно что-то пишет. Какой риск, что в парламент войдут пророссийские фракции? Чего риск? Однозначно войдут. Однозначно. Я вот удивлен. А как они могут к вам вообще войти, если у вас четко отслеживается вот эта вот ватная тема? Что-то не совсем понимаю. Как они могут войти? Александр, у нас право голоса имеют практически все. С 18 лет и до 100. Там 10 или кому. Я уже вас понял, Ольга, о чем вы, все понятно. Это не то, что у нас все вроде бы партии оппозиции, в оппозиции к партии «Единая Россия», но все поют в один голос. Понял я вас. Понимаете? У людей мнение зависит зачастую от того, очень часто оно вообще одномоментно. В зависимости от того, вкусный жена борщ сварила или нет. І якщо жена вдруг за пороха і падла вареники погані зробила, так хто ж за пороха буде голосувати, понимаете? Хорошо сказано. Благодарю за ответ. Благодарю. Это очень от многих факторов зависит. Отсюда вот такая неопределенность, собственно говоря, происходит, что вот тут колебания. Единственное известно, что вот тройка лидеров, грубо говоря. Но в этой тройке реально... реально украинский человек только один, на самом деле, понимаете? Так а кто же это? Мне вот издалека трудно. Ну, явно Зеленский у вас какой-то шоумен же вроде. Какой-то квартал он делал или ведет? Реально, Зеленский – это маска нашего олигарха Коломойского. Вон даже как. Да. Этот Коломойский, опять-таки, получилось так, когда началась вот эта навала и вот эти вот типа Новороссия там и все такое прочее, он возглавил Днепропетровскую область, и в силу того, что его экономические интересы были сильно обзавязаны, а он сориентирован, в принципе, его бизнес сориентирован преимущественно на Европу, он, естественно, поддержал проукраинские силы, и реально это он был одним из организаторов движения против вот этого Сепарского. Отстоял Донбасс, Харьков помог. Мало того, он еще и Харькову помог в этом отношении. Благодарю за ответ. Донбассом занимались другие. Но мы по поводу Зеленского сейчас, поэтому я вот, чтобы не... Я понял. А потом получилось так, что ему не понравилось что-то, он что-то там поделил, не поделил. И опять-таки народ требовал давить проклятых олигархов. И олигархи были придавлены абсолютно все у нас на самом деле. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Но вот этот Бенечка, ему не понравилось, этот Коломойский. Ему не понравилось, что его придавливают. И он, начиная с середины 2014 года, решил просто-напросто с Украиной завязать. Ему, как говорится, конкуренты не понравились. А завязывать он начал с того, вот элементарная штука, что
начал выводить... Самый большой банк, который есть в Украине из частных банков, это Приватбанк. И он взялся выводить активы из этого банка. Вытащил оттуда за полтора года около 160 миллиардов денег. Хороший мальчик, ваш Коломойский. Хороший мальчик. Почему, собственно говоря, у него сейчас основная свара с этим, с Порошенко, по большому счету. Ну, это люди, скажем так, они, за одним, одними киями на одном бильярде играют, скажем, в одном клубе. Вот так скажем. Да. На самом деле. Завязанный клубочек тоже у вас, а? Клубочек хороший, клубочек капитальный. И Беню обидели тем, что ему начали щемить хвосты. Во-первых, там с нефтью там пошли разборки, какие-то газовые темы пошли разборки, стали отвязываться от Москвы, оказалось, что у него там не только хвост или лапка, там не одно перышко, а он по шее увязший там. Его начали потихонечку отделять, отдирать, а ему больно, он обиделся, уехал, а тут американцы на него нажали, там в Швейцарии и англичане, и кто еще. Из Швейцарии ему пришлось сдрыснуть в Израиль, благо еще и израильский паспорт у него есть. Он еще, наверное, с измайловскими или солнцевскими бандитами был связан, не удивлюсь. Не исключена вероятность, вполне возможно. Это люди одного порядка, понимаете? Первичный капитал такой большой, он же не образовывается сам по себе. Он с потолка не валится, да. Согласен с вами. Понимаете, это не то, что помыл яблоко, продал, а потом купил 2, помыл, продал, да, а потом бабушка миллион оставила. То есть это ж понятно, это все из истории мы знаем, как накапливается дикий капитализм, как это все происходит. Понятно. Благодарю вас, Ольга. Я вынужден откланяться, друзья, у меня тут кое-какие дела на Samsung грядущий. Всего вам доброго, был рад познакомиться. Привет вам из холодной России. Будем рады вас еще слышать. Да, слушаю, прослушал. Что сказали? Удачи вам. Спасибо вам, что участвовали в стриме. Приходите еще, будем рады. Очень приятно слышать. Привет, говорю еще раз из холодной мороженой России. У нас сугробы тут выше крыши, выше головы. Не замерзнем, надеюсь. Ладно, всего доброго, друзья. Спокойной ночи. Ой, що, пішла рідна мова, да? Так, можна розмовляти українською, трансляція ще включається. Тобто можна розмовляти рідною мовою. До речі, скажіть, будь ласка, я, в межах правильного розмовляла, говорила з ним чи ні? З паном Олександром? Ви тут більше всіх розмовляли. Чи ні, хлопці? Ні, все добре, Оля, не переживай. Тому що, іди знай, може у когось там точка зору інакша. У нас вільна країна. Висловлюйте. Балакаю, у мене вже связки болять. Я считаю, что вы все правильно сделали, естественно, все нормально. Вот видите, я кое-что, естественно, понимаю на украинском языке. Хотя и по-русски очень хрерово понимаю, говорю. Меня удивляет то, что, да, действительно, именно русские, которые говорят, мы один народ, блин, мы братья. И они, козлы, блин, не понимают братский народ, блин. Прикинь, если мы эстонцы и финны здесь, у нас, мы не орем здесь, мы братья, мы братский народ. Да, естественно, мы родственный народ, и наши языки тоже, скажем так, половина похожи. Блин, это же неуважение. Да, самая большая печаль, знаете, в чем? В том, что вот те русские, которые, скажем, вдруг оказываются в тех, которых надо защитить, вот когда основная нация, да, когда Кремль решает, что вот русских надо там защитить.
какой-то снарядом не подтриманий. Тетя Оля, мікрофон. До речі, нас сьогодні переглянуло 1400 чоловік стрім Discord. Це, ну, рекорд. Тобто найкращий, якби, результат. А вы что, уже закончили трансляцию? Так, мы У закончили. меня и трансляция еще идет, как бы народ смотрит. Там немного людей, но идет. Сьогодні тестовий, Сірко, це не тестовий. Прямий ефір є. Десь через пару днів буде вже в іншій кімнаті, сьогодні тестовий. Це не так. Там уже надо будет... Тема будет. У кого-то колоночки там, пожалуйста, прекратите. Цей год я ваших видео, естественно, я всегда пытался и копировать туда в эту Одноклассники. Я же тоже в Одноклассники. Именно просто и поэтому, чтобы вот россиянам показать правду. Я помню, когда они там... Я приведу пример. Я нашел там людей, которые были очень гордые за то, что они служили. И служили они Чехословакии. И когда я вот ихние, вот эту гордую страницу начал гидать, как они в 68 году в Чехию пошли, они начали мне писать: удали, пожалуйста, эти фотографии. Я говорю, а почему? Вы же должны гордиться, что вы наделали. Им неприятно видеть, так сказать, да, последствия своей работы. В Однокласснике у меня никнейм, или как это называют, я ставил мистер Рейган. МР Рейган. Боюсь, тут вряд ли кто-то сидит в Одноклассниках. Окей. Ну, ничего страшного. Ириша, ты здесь? Между прочим, некоторые из России и говорили, что... Один на один поговорим. Я извиняюсь. Я тоже извиняюсь. Сейчас, вот, подожди секундочку. Сейчас. Вот кто-то видел там мою страницу и сказал, что, блин, меня бы здесь уже посадили бы за такую страницу. А вот мне и предлагали, блин, здесь и в прошлом, и, не знаю, постоянно предлагают командировок в Россию, но я от них отказался постоянно. Говорю, да, мне не нужна эта страна. Пока там на власти хуйло, я не хочу ехать в эту страну. Ну, естественно. У кого-то может в европейской стране уложиться в голове, они даже не могут, не поверят в это, что за репост могут посадить там на год, на два. За репост там какого-то против власти в интернете. Это же ужас какой-то. В 2014 году даже россияне об этом не думали. Ну, как такое может быть? Ну, ты какую-то фотожабу там перепостил, ну и шо? Рискованно, если у вас, если вы говорили, боже мой, если вам люди говорили о том, что у вас очень рисковые странички и какие-то там посты, то лучше вам в Россию и не ездить. Понимаете? Я понимаю, естественно, это, и поэтому и не хочу туда ехать, потому что они, наверное, ждут меня уже там. Ну, очень даже может быть. Очень может быть. Тем более люди приглашающие. У нас наглядный пример. У нас есть сейчас в тюрьме умирает мальчик. Женя его, по-моему, зовут. Гриб. Или как? И вот, Оля, у нас здесь в Европе дела не так уж плохо, что мне надо ехать туда. Поэтому... Я тоже думаю, да. Да, у нас здесь дела достаточно хорошие, что мне не надо действительно туда ехать. Я найду всегда работу в своей стране, Европе, любой другой стране.
А туда действительно я не хочу ехать, пока там было. Я вам знаете, что скажу? Мне, честно говоря, очень приятно сегодня видеть вот у себя на своей этой планшетке и вас, и серого кота, в частности. Потому что у меня есть один, ну, тоже с 2006 года, приемный сын, так сказать. Мальчик из Беларуси. В свое время он был личный враг Лукашенко. С 2005 года, с вашей джинсовой революции, серый кот. И ему пришлось, ну, он был здесь в Киеве, а потом эмигрировал в Эстонию, ему предложили там учебу, возможность работать, и теперь он имеет гражданство у вас. Наш в Эстонии живет. Да, я слышал, что, я знаю, что наше государство, да, предлагало возможность белорусам. Да, после джинсовой революции очень много ребят приехало сюда, а оставаться в Украине многим из них было даже нельзя, потому что они сильно засветившиеся. И был вариант ехать или в Польшу, или в Эстонию. А он выбрал Эстонию. И там поселился. Вот. В сентябре он приезжал ко мне в гости. Уже такой дядя. Очень интересно то, что вот, как всегда, вот нас пытались в Рашке показать, что вот эти проклятые эстонцы, фашисты. Не, подожди, извини. Вот как-то очень интересно. Теперь из этого вот Мордора люди прибегут к нам, к фашистам. Это как-то очень странно, блин. Вы знаете, к сожалению, ну вот из тех, кто приезжает в Украину, эмигрирует, да, к сожалению, далеко не все из них стремятся стать украинцами. Между прочим, одного я знаю, он выучил нормально украинский язык. Это тот, который хочет украинцем быть. Да. Не, но он, естественно, он не украинец, а он, я не знаю, как он себя, как он себя идентифицирует, но он молодец, да, за год, по-моему, выучил быстренько украинский язык. И прикинь, блин, я даже здесь в Эстонии видел людей, даже сейчас вспоминаю одного немца, который сказал, что у нас, между прочим, немецкий и эстонский язык очень уж 100% разные языки. А он, чувак, блин, за 4 месяца уже начал понимать по-эстонски. И когда я ее встретил, очень хорошо ее поговорил. И вот сегодня вторник у нас. Ну скажем так, прошлой неделю со мной связался через мой одно видео из Эстонии один человек, да. И что выяснилось? Выяснилось, что мужик уехал из Сибири. Он знает, там в Сибири он выучил финский язык, знает очень хорошо эстонского языка. Сейчас он живет у нас здесь в Эстонии. И из него сделали там в Сибири экстремиста. Нормально мужик. Даже всех экстремистов отправляли когда-то. Да. Что удивительного, да? Что он там экстремист. Да, бывает. Удивительные вещи. Да, я сейчас кину, наверное, свой Facebook. Ну, то есть, может меня найти еще. Facebook тоже у меня Estland NATO. Пока они еще не закрыли, потому что они уже один Estland НАТО у меня закрыли. Мне пришлось... Из-за аббревиатуры? Нет, мне пришлось, естественно, доказать, что мое имя Estland, фамилия НАТО. Я, естественно, пытался им, да, но они не поверили. Они не поверили. Сейчас это уже у меня второй Estland НАТО Facebook. Потому что, да, естественно, у меня есть
и на свое имя сделана Facebook-страница, но я держу ее чисто эстонского языка страницы, потому что вот Эстоннату я сделал, где я только вот общаюсь на русском языке. Угу. Ну, а я Facebook вынуждена была закрыть, именно меня закрыли, вернее. И я, когда пыталась открыть, то тоже с меня требовали, чтобы я изменила свое название, свой ник, чтобы я убрала тетю. А для меня это принципиально. Окей. В результате я теперь без Фейсбука, без фейсбучной страницы, а здесь я называю себя так, как мне... То, кто я есть на самом деле. Потому что я не просто Оля Скляренко, я еще и тетя. Вот это появился именно от этого, что вот российские тролли начали делать фальшивые страницы. И недавно вот 3 страницы Фейсбука. У меня еще вот на эстонском языке у меня было 2 страницы. Ага. И не было проблем? Теперь стала проблема. Тоже? И да, и вот сразу, как я сказал, что у нас были выборы, и вот мой самый первый страница Фейсбука был синий-муст-valge, что значит вот синий, черный, белый. Эти краски нашего флага. Да. И я комментировал с этой страницы одного политика, сказал, что я думаю про нее. И, естественно, он жаловался наверняка, что мне сразу после этого пришел, что ну-ка. Да, покажи, что ты синий-муст-valge, что ты синий-черный-белый. И я... Как мне это сказать? Естественно, я ставил свое имя туда после этого, но без точек. Так что теперь у меня все-таки, да, осталось все равно 2 страницы на эстонском языке. Да, эстоннат у меня, да, пока еще 2 страница, пока еще не закрыли. Надеюсь, не закроют, но никогда не будет, как это по-русски, блин. То есть не могу быть уверен, что они... Может быть, скоро и это закроют. Ну, тогда и останется все равно у меня канал YouTube. Там еще нет таких требований, что я должен быть каналом YouTube под своим именем. Давайте мы тогда за наших российских братьев порадуемся, что у них скоро будет свой отдельный чебурнет. И они ни к Фейсбуку, ни к Ютубу, ни вообще к интернету отношения иметь не будут. Да, вже буде Discord і без них. Бурний аплодисмент. До Ютубу будуть мати відношення, бо сервер в них Ютуба. Хто? Росія? Ну а хто управляє Ютубом? Вражки, бля. Ну так це ж просто офіс їхній там, та й все. Там не тільки офіс, там багато серверів Ютуба там. Тут же питання таке, можна ж таку саму філію, як у них, відкривати і тут, в Україні, наприклад? Можна, а хто за це буде платити? Ну, то давайте займатися цим потроху, та й все. Хто ж зацікавиться цим? Тим більше голоси на цю тему, щоб все частіше і частіше лунають. Наши блогеры уже запросы туда посылали по поводу этого, чтобы в Украине филиал открыть. Извиняюсь, вот есть вот в Китае тоже вот своя система. Вот у меня нет вот этого опыта, я не знаю, есть ли возможно как-то вот ихнюю систему идти. Я уверен, что нет. Ну, китайцы нормально преодолевают свой фаервол. VPN покупают и все. И YouTube пользуются, и Google, чем угодно. Есть такой там, что ли? Обходят, конечно, да? Они же обходят. Конечно, наши блогеры, которые там жили, бывали, они же вон заливают видосы оттуда, говорят, что все это можно преодолеть. Ну, я вот только знаю, что некоторые наши, которые были командировкой в Китае, что они, да, говорят, что вот туда невозможно попасть,
может быть, они действительно не знали, вот, что ладно, куплю VPN и обойду. Вот у нас, кстати, человек с иероглифами тоже появился какой-то. Просто он микрофончик себе отключил. Добрый вечер. У меня вбачаюся проблемы с голосом пока что. Так это потому, что вам трудно говорить просто, или... Ну так, я захворел просто. Выздоравливайте. Добрый вечер, тетя Оля. Спрашивает, выздоравливайте. В Северной Корее тоже есть 16 сайтов и свой интернет для избранных. Где? В Северной Корее. Ну то... Извините, где узнаю? Насчет Северной Кореи я знаю, как иностранцам показали, что у них есть комната компьютеров. Там, да, действительно, люди сидели за компьютеры, и что-то у них на экране было, и люди, которые там за экраном сидели, калькулятор в них был на экранах. Тупо нажимали там на клавиатуре, и они даже не знали, чего они делают. Я говорю, калькулятор в них на экране, и все. Не, ну у правительства есть выход в интернет. Ну, естественно, правительство есть. Но простым людям, естественно... Смотри, Эстланд-НАТО, у них есть внутренняя сеть, вот то, что хотят сделать в РФ, там, или у нас, или там еще где-то, Кванмен. Ей пользуются граждане, у которых компьютеры там есть, видимо. Ну или не знаю, как там у них что. Может, у них там положено, не положено иметь. Может, по рангу надо там кем-то быть, чтобы иметь возможность. Ну вот, это такая закрытая сеть, где только все нужное, все идеологически правильное, по чучхе, без разных проблем. А у высоких чиновников, у тех, кому надо, там, кто, да, мониторит интернет, там, у каких-то, не знаю, спецслужб, у них есть обычный интернет. Просто для простых людей он недоступен, потому что, ну зачем? Ну, для них есть Кванмен. Для простых, естественно, ее нету, потому что, да, у простых людей проблема с утра до вечера, вот как найти кушать. Потому что нет, дело не в этом, просто они могут немножко прозреть, если они зайдут в настоящий интернет. Поэтому им нельзя, нет. Ну да. А чиновники по порносайтам лазят, да? Ну, хрен его знает. Пухлячок, наверное, да, просиживает. А чем ему еще заниматься? Это было где-то 95-96 год, я помню. Я был в командировке в Литве, в шведской фирме. И контора там была, компьютер, и смотрю там один фильм. Смотрит там за компьютер, вот раньше не был, там тоже вот нажимает туда-сюда, туда-сюда. И пришел швед, и он, видно, что он уже устал, блин, и спрашивает, where is порно? Спрашивает, а где порно? Так, а что это означало? Where is порно? Где порно? Ну, блин, порно. Порно, по-моему, и есть по-русски порно, да? Ну да. Он спрашивал, да, где порно здесь, чтобы он помог. И тогда швед, да, помог ему и показал, где порно. По-моему, на всех языках звучит одинаково. Ну да. Привет. Привет. Мои, скажем, первый опыт порно, помню, было в советское время, когда я видел книжку, что было сделано в Советском Союзе. Там что-то про вот
интимной жизни и как там дети родятся. Вот это было для меня вот первый раз, что я видел. Помните же, в советское время, когда девочку или женщину показали в нижнем белье, это уже было порно. Ну, Эсланд НАТО, ты не видел еще такого трэша, наверное, посмотри в интернете. Есть азбука начала 30-х годов советская, такая в порно-стиле выполнена. То есть там буквы выполнены такие в виде разных, там, пост-камасутры, там, короче, просто трэш полнейший. Есть атеистическая азбука. То есть вот тогда это, там был такой тренд, там делали, допустим, разные азбуки вот на такую тему, там, в конце 20-х, в начале 30-х, до Большого террора. Если посмотреть, найди там фотки, есть, короче, это полная жесть. Вот, они же там после революции собирались упразднить брак. И, да, там коммуны всякие жизнь. вводили, там сексуальные. Да, там да. Гей-парады, кстати, первые гей-парады в Советском Союзе прошли. Поэтому это Сталин потом гайки закрутил. Серый, вот я удивлен, что вот у нас здесь пытаются вот детям учить вот эту сексуальную жизнь или, ну, вроде что-то такого. И вот они должны знать того и того. Блин, я в этой... Но я ни в коем случае не хочу хвалить вот этого Советского Союза. Просто хочу сказать, что нам ничего не было доступно. Никакая информация. Смотри, Эстланд, так к чему это привело? Подожди. Чтоб вы поняли, что хочу сказать. Вот сейчас, когда учат вот детей, что вот, чтобы они сексуальной жизни что-то знали, я помню, мне было примерно где-то 7 лет, когда мы спорили с одним пацаном, он мне пытался сказать, что дети родятся из задницы. Я говорю, нет. Они все-таки с другой дырки. Не, он видел картинку, что вот из задницы. Я сказал, я до сих пор это помню, что я сказал, что у тебя, наверное, эта книга или картинка была наоборот. Так вот, видишь, Эсланд, смотри, изоляция, она не ведет ни к чему хорошему. Все это вот привело к тому, что вот трэш такой 90-х годов там был, когда от людей было многое недоступно вообще, то, что на Западе было свободно, и в итоге все равно это прорвалось. Понимаешь, если есть спрос, есть предложение, то все это прорвется. То есть изолировать просто общество от какой-то проблемы – это не выход. Это, знаешь, то же самое, что там на Северном полюсе построить теплицу и там ананасы выращивать. То есть оно тогда может и будет расти, но в любой момент какой-то сбой, и как бы все, сразу все накрывается моментально. Все, ребята, я извиняюсь, меня отвлекают, увлекают. Я со всеми прощаюсь. Окей, пока. Все, счастливенько вам, да. Хороших вам баталий. Да, там, кстати, в чате спрашивают люди, а какая тема у нас сегодня вообще? Я говорю, что, ну, свободный стрим, как бы темы особо нет. Обо всем и ни о чем. Обо всем по чуть-чуть. Не выдержала, добавляю. О чем люди говорят на кухне, скажите? Совершенно кухонные разговоры наши. Между собой, среди своих. Вот и все. Вот, уже вопрос задают. Питання до блогерів у войс-чаті з України. Як ви оцінюєте об'єднання Гриценка та Садового на президентських виборах в Україні? Шанси, перспективи цього об'єднання? Есть такое слово «зиро». Чули? Да, думаю, вполне доходчиво. Человек понял, что вы хотели сказать. Он, кстати, постоянно что-то про Садового спрашивал. Вот вопрос к украинцам. Как вообще популярность Садового в Украине, там его партии, там, как его перспективы, там, расскажите. А то вот человек спрашивает постоянно, вот как мы стрим начинаем какой-нибудь, он говорит, расскажите там про Садового, там, дайте свою оценку, что такое. Я вообще из Беларуси, блин, какой Садовой, чего? По мелкому бизнесу там прохаживается. Короче говоря, при нем процветают люди, которые хороши для него. Вот и все. Выезжает на туризме и на саморекламе. Прежде всего.
Опять-таки, какой президент, ну вот в наших условиях, ну не может называться президентом по полной программе человек, который рассуждает в собственной рекламе, вот он себя представляет, да, то он какие-то канавы, там стоят рабочие, копают канавы, прокладывают трубы по улице, а потом типа они будут это асфальтировать. И он как хороший хозяйственник рассказывает чуть ли не полчаса о том, как надо строить дороги и прокладывать улицы, чтобы всем было хорошо. Ну это президент? Ну, у нас тоже, наш президент тоже так делает. Ну, ребята, ну это ваш президент, вы его любите уже много лет. Мы его не любим. Это ваша проблема, он ваш. Тетя, тут надо понимать момент, почему вызван интерес белорусов к садовому. Не, это украинец там спрашивал. Украинец спрашивал. Ну, да. Вроде как тоже хозяйственник, ну, как или косит под него, но если ковырнуть, то хозяйство там, мягко говоря, запущено. Вот. Да, сильно у меня, если бы мои сыновья туда не ездили в командировку, вот, сейчас я вам скажу, когда. В прошлом годом, летом у меня один из сыновей последний раз там был во Львове. Получилось так, центр города вроде ничего, да. Фасадики хороши, все вроде симпатично, все прикольно, все круто, очень даже замечательно, интересно. Но в жилых массивах, особенно в старой застройке, в том же Минске, это просто обморок. Понимаете? То есть вот фасад красив, причем не занавешен, как в России, да, тряпочкой красивой, а там действительно, ну, хорошо сделан качественный фасад, допустим. А зайдешь во двор, а там печаль. Человек, который... пропадает. Это у меня, да, ребята, простите, ради бога, что рвет. Ничего. У меня соскальзывает палец, да, без конца. Который презентует себя как президента. Вот реклама. В одном ролике он рассказывает о том, как хорошо готовить какао. И як добре воно впливає на мізки. Следующий ролик. 7 минут он тетешкается со своей собственной собачкой, ругает эту собачку за то, что она погрызла ковер, и за то, что она футболку сыну порвала, и требует, чтобы люди посоветовали ему, как воспитывать собачку. Блин, если ты не знаешь, как воспитывать собачку, какого ты хера собираешься воспитывать нацию? И кто-то, да, есть, находятся люди, которые воспринимают его всерьез. Понимаете? Смотрите, вот для чего этот весь формат, я так понимаю, сделан. Это просто такая попытка быть ближе к народу, понимаете, вот это все мимими, там с собачкой, с котиком поиграть, еще что-нибудь такое, показать, что он простой человек, что он не просто какой-то политик, а вот он там что-то такое делает. 100%, да, кандидат из народа. Да, кандидат из народа. У него просто вот тоже есть там хозяйство, у него там есть домашние животные, там дети, там не знаю, что-то еще, там вот дом свой, он там что-то типа делает, вот такое. Это, как я, по-моему, смотрел, подождите, когда, несколько лет назад, там, по-моему, на прошлых выборах там было что-то такое в Украине, когда Тимошенко там блины какие-то жарила или что-то такое. С Гриценко там тоже очень интересно. Там Гриценко как таковой... Это мужчина, да. Но дело в том, что он реально является конкретной ширмой своей жены. Вот что его жена Юля Мостовая скажет, вот то он и сделает. Понимаете? А какую она должность занимает? А какую она должность занимает? Я просто вообще не слышал про эту Юлию Мостовую. Кто это? Я боюсь сейчас ошибиться, ребята, может, меня поправят более точно. Она редактор какого-то серьезного, достаточно серьезного издания. Вот. Какое? Я сейчас просто не помню. Ну, честно вам скажу, мне, что сам Анатолий Степанович чудесный, что они мне настолько неинтересны, что я затрудняюсь их помнить. Но это так. Это я такая цепила себе корону, я извиняюсь, и всех тут на разделочной доске, извините, вот потрошу перед вами. Это некрасиво, конечно, о кандидатах в президенты, но, в общем-то... Нет, это нормально. Общественное такое обсуждение. Понимаете, это вообще оно все время так происходит.
Народ должен оценивать кандидатов. Эти люди хотят управлять страной. Они хотят взять власть в свои руки, и поэтому народ оценивает их. А вот что вы, кто вы и как. Если бы это просто там кому-то кости. Я любого из этих товарищей оцениваю, ну вот лично я, оцениваю таким способом. У меня есть свое представление о моей стране и о 5 лет, да? В данный момент на 5 лет. Вот я лично позволю этому человеку, ну, будем грубо говорить, вот его как мужа, как партнера, как товарища, как, ну, как бизнес-партнера, да, или какого-то там идеологического. Вот как я этого человека оцениваю? Он подходит мне в спутнике, грубо говоря. Понимаете? Вот поведет он мою страну туда, куда я хочу. Он со мной по одной дороге идет или нет? Вот и все. Это на самом деле. Опять пропали. Что-то звук у вас пропадает. Опять появился. Да. Это мне приходится планшет несчастный держать двумя руками. Так, у нас, вибачаюся, Білорус, отой, що підписаний. Я бачу, ти нормальна людина, тут слухав. Я тобі знімаю новенького, даю учасника. Так, а хто це появився? Білорус той самий, що китайським іерогліфом підписаний, що збоку. Да. Нам белорусы тут потребнее. Это старый дискордер, я его знаю, он на наш канал заходил еще летом на стримы. Это адекватный человек, вполне себе не глупый. Я думаю, вам будет интересно. Він і на пульстаймі сидить, адекватна людина. Просто, к сожалению, приболел. Монстр прийде, тебе не бачив, ти був замучений. Бачив, але ти ж не говорив. Так що яку ще можна тему обсудити? Просто я слухаю, я не спілкуюся. Поехали еще по кандидатам в президенты. Оля, давайте я вам поможу. Вибачаюся. Ладно, я потім вам пишу. Ага. Добре. В кінці вже поговорю. Так, тоді я вас цьомкаю ще раз всіх. Давай я тебе перенесу, Оля, і поговоримо нормально. Я що скажу. Окей? А як це ти зробиш? А перенесу вас в кімнату. А мені що треба робити? Нічого, ви просто почекайте, я прийду зараз. Зараз прийду. Вас тільки перенесу і зразу я. Да, кстати говоря, вот она вышла пока, наверное, перезайти там или как, чтобы звук был. У нас-то, кстати, тоже выборы скоро. Возможно, даже в этом году. Какие? Да, пока неизвестно какие. У нас выпадает на 2020 год и парламентские, и президентские. Но это будет сильно жирно, и чтоб народ сильно не политизировался, наши хотят разделить. Возможно, в 2019 году зимой даже там пройдут одни выборы, а в 2020 другие. И как бы на своей конференции там и Лука об этом говорил, и Ермошина сказала, что возможно там в начале декабря что-то такое либо парламентские, либо президентские. То есть как бы уже недолго, но еще неопределенность такая. Да там, выбирай, не выбирай, у вас же и так все ясно. Ну да, у нас как бы все ясно. Но, конечно, оппозиция тоже хочет этим воспользоваться, потому что это как бы единственная возможность там в несколько лет попасть и на ТВ, и просто какие-то кампании провести легальные или даже нелегальные, то есть обратить внимание. Сейчас ситуация изменилась очень сильно. Вот в прошлом году, не в прошлом году, когда прошлые выборы были в 2015 году, тогда все вообще было достаточно тухло, потому что после Крыма, Донбасса оппозиция не хотела мутить воду, чтобы, так сказать, Путин, если что, не вмешался. Поэтому площадей никаких там не было. Все прошло тихо и тухло. Такая вот проблема у нас. То есть с одной стороны сидит внутри царь Лука, а с другой стороны Путин, который ждет, пока власть ослабеет, чтобы страну прибрать. И ты вот сидишь и думаешь, блин, вот надо мудака одного, что-то с ним делать,
Но если ты что-то сделаешь, то анархией воспользуется другой мудак, еще худший. И вот что вот с этим делать? Делать тут ничего не надо. У вас у всех одна беда. Вы обсуждаете и идолопоклонничество. Вот это основная беда. У вас есть некий идол, и вы ждете другого идола, который придет, порядок наведет. Нет, мы как раз не ждем идола. В том-то и отличие, что у нас идет работа на низовом уровне. То есть создаются какие-то группы, конференции, люди там объединяются, активисты. Вот разные инициативы сейчас идут. И по поводу, например, Куропат. Ну там немного, но есть такое. По поводу... И какая тема обсуждения какая-то? Нет, я говорю, разные. То есть есть конференции разные по поводу гражданской активности, да, как народу участвовать, вовлекаться в какую-то жизнь, там, да, решать проблемы какие-то, да, в партии. Значительное количество людей пошло. То есть после 10-11 года был вообще полный разгром. Сейчас появилось много блогеров, да, всяких активистов. То есть до 17 года, например, белорусских блогеров, там политических тем более вообще не было. А когда вот был тунеядский этот налог, то он всколыхнул народ, были волнения приличные такие, да, в городах. То есть опять-таки без участия оппозиции. То есть это именно на низовом уровне, самоорганизация людей. Да. И появились блогеры. Два словечка скажу, я на кота подписался, так, краем глаза посмотрел, там видео, тематику, ну да, кот, погоня, оппозиция, все, понимаю. Ну, кот, можно такой, как бы, полупровокативный вопрос номер один. Как ты можешь оценить, вот если тебе нужно, вот сравни мне, пожалуйста, белорусскую оппозицию и российскую оппозицию между собой, вот. Похожести, отличия, буквально в двух словах. Ну смотри, когда я сейчас смотрю на российскую оппозицию, я вижу отличие первое в том, что там есть так называемые вот эти, как говорят, там башни Кремля разные. То есть у нас есть вот один четко царь. Он же царь, он и главный олигарх. А в России там есть определенные силы, которые, может быть, с Западом там хотели бы сотрудничать. Им не нравятся эти санкции. Они поддерживают какие-то альтернативные силы, типа там Навального какого-нибудь, да, там говорят, что это может проект ФСБ и все такое. Оно вполне может быть и так. Но есть люди, я думаю, которые не против были бы сделать ставку, например, на того же Навального и сменить Пыню, который уже приелся там всем и который нерукопожатный стал в мире. То есть, ну как тебе сказать? Смотри, у нас, например, такой лидер, как Навальный, сейчас был бы невозможен, в принципе, потому что у нас и нет ни бизнеса, да, и ни людей каких-то независимых, которые его могли поддерживать так. И у нас нет такого запроса от народа. То есть вот были вот эти площади все, да, когда там единого кандидата пытались в 2006 году, в 2010 выбирать, там, да, устроить какой-то такой типа Майдана что-то, но это провалилось. И теперь как бы народ на это не пойдет. Сейчас уже идет попытки создания какого-то такого децентрализованной какой-то структуры, да, чтобы вот в каждом городе там на местах какие-то разные организации создавались там, и люди как-то пытались отстаивать свои права, то есть вот в таком ключе работать. А запроса на вождя нету особо. Кот, смотри, ну ты, в принципе, как бы, ну, немного другими словами, но подтвердил, ну, как бы, ты как белорус, как представитель нации, да, ты, в принципе, объяснил мне, что вот вы косвенно, вы понимаете, хотя бы чувствуете, что Навальный это все-таки там проект ФСБ, проект Кремля. Ну да, ну как можно быть оппозиционером? То есть, ну я просто перекладываю, например, Беларуси. Вот ты сказал сравнить, да? Навальный, он был в 2012 году там Болотный, да, руководил, и при этом он тогда вошел в состав управления Аэрофлота, кажется. То есть я представляю себе, например, Зенон Поздняк вошел в состав правления Беларусь-Калия, например, или там Белавиа. То есть это невозможно. Столько много несостыковок, что просто как бы поверить, и вот человек, который заявит, что вот Навальный это оттуда все, это оппозиция. Ну смотри, какая оппозиция? Монстр. Можно сказать? Да-да, конечно. Ну, в Беларусі мало того, што няма ніякай апозіцыі, у 2010 годзе это людзі, якія называліся апозіцыяй, здалі менавіта ўсе пратэсты. Яны спецыяльна устроілі эти правокацыі. Я згоден з Кошулем. Па-другое, у Беларусі няма ніякай нацыі. У гэтым галоўная бяда Беларусі. Таму, шчыра сказаць, яна атрымаецца толькі пакуль у Расіі ёсць жаданне мець нейкія межы. Не будзе межаў, тут ад слова беларусы праз 20-30 гадоў і следа не застанецца. Я беларускамоўны беларусь, я не адчуваю, што я жыву ў Беларусі. Вот і ўсё. Нема Беларусі як такой.
Ну, белорусская нация формируется еще, она в стадии формирования. Выступают за всякие там змены Лукашенок и все остальное. Яны для мяне такие ж русские. Вот у чем проблема. Я не адчуваю, что яны хочуць пабудаваць Беларусь. Нет, почему, Кошель? Хотят. Ну смотри, 300 лет назад вся Беларусь была белорусскомовная. И что, к чему это привело? Это помогло? Мне рассказывают, что головная колбаса. Вот колбасу зробим. Нет, тебе рассказывают, что главное экономика. Потому что, смотри, Кошель, если... Так не бывает. Не просто так не бывает, только так оно и работает. И смотри, я объясню, почему. Вот Ирландия добрый приклад, что так не работает. Нет, как раз отлично работает. Смотри, смотри, Кошель, я тебе сейчас объясню, в чем прикол. Видишь, дело в том, что сейчас ситуация такая, вот какая она есть. Вот ты говоришь там, да, нация, да, я согласен, что белорусы многие себя не осознают вообще белорусами. То есть это итог 200 лет вторжения Российской империи, там, совка и прочей херни. Но что есть, то есть. Для того, чтобы это возродить, необходимо начинать, я думаю, в первую очередь с экономики. Параллельно, подожди, не перебивай, подожди, да, я выскажу мысль сначала, а потом ты ее прокомментируешь. Потому что если обратиться, допустим, к мировой истории, можно посмотреть, что огромное количество было всяких племен там в Южной Америке, в Африке, к примеру. У них там своя была уникальная культура, там традиции, религии и все остальное. Все это пропало. И не только потому, что кто-то их физически уничтожил, был какой-то геноцид. Они просто переняли более высокую культуру европейскую. Просто вот молодые какие-то люди там рождаются в своей деревне в каменном веке. Они смотрят, что европейский, американский образ жизни, он лучше. Они переезжают в города, они изучают английский язык, и все, они через пару поколений ассимилируются и принимают более высокую культуру. Это не хорошо и не плохо, это просто конкуренция, понимаете, как и во всем остальном. Все смотрят на успешных. Для того, чтобы белорусская нация, либо другая состоялась, должно быть не только вдалбливание там искусственно в школах, увеличение количества часов языка или там какие-то, я не знаю, карательные меры. Это должно приводить к каким-то результатам. То есть должны быть успешные реформы проведены, экономически обязательно. Страна должна расти, ВВП должно расти, народ должен богатеть. Потому что если народ будет нищать, то люди будут уезжать на заработки в другие страны. В Польшу, в Россию, в США, в Канаду, куда угодно. Они будут там осваиваться, они будут там готовить место для своей семьи, переезжать туда, и через несколько поколений все они уже забудут, они потеряют свои корни. Я забудуся, про что вы кажете, доўга. Я патлумачу, вот відаць, што вы ў гэтай сферы, гэта не ваша сфера. І ведаеце, не варта разважаць там, дзе вы не маеце ведаў. Вот гэта моя сфера, я займаюся лінгвістыкай, я ведаю, як это адбываецца ў ўсім свеце. Так, як вы кажаце, нідзе не бывае. Паўднёвай Амерыцы адбыўся менавіта геноцид. Тыя рэшткі індзейцаў, што засталіся, яны жылі ў жахлівых умовах. Фактычна, яны і цяпер жывуць у такіх умовах. Калі вы паглядзіце, як яны там Балівію, Перу, гэта людзі другога гатунку. Вот і ўсё. Адзін навучылі трохі там з аўтаматамі ў руках, і тыя мапучы там нечага дамагліся трошку. І то незразумела чаго. Першае. Па-другое, яшчэ нідзе багацце не вырашыла пытанне нацыянальнае. Людзі такія істоты, што грошай ім ніколі многа не бывае. Вось и все. Да ладно, как-то абсолютно не согласен с тем, что вы скажете. Простой пример, вот Япония, например, и Южная Корея. Прыклады конкретные сказать. Это Ирланды, это Швейцары, это Німеччина, где сорбы знікаюць, хоць у іх і грошай дастатак, все ёсць. Гэта не прычына, а ёсць бедныя краіны, якія трымаюцца, не маючы эканомікі за сваё да апошняга. Дарэчы, потым эканоміка з'яўляецца. Паўднёвая Карэя гэта выдатны прыклад, як можна, не выкидываючы свою культуру на сметник, подняться экономично. Самая бедная краина света. А вот тут абсолютно не согласен. Смотрите, Кошель, они не просто не выбросили свою культуру, они ее распространили. Посмотрите на различных сайтах, там, обмена языков, типа, например, PenPal, где огромное количество европейцев, американцев, они изучают корейский язык, японский язык. И знаете почему? Потому что это успешные страны, им хочется смотреть аниме в оригинале, им хочется играть в игры в эти японские. А что в этих странах? У них там, они достигли успеха. Вы бачите, у меня по-корейску нават написано. Я вам патлумачу.
Карэйцы, у адрозненне ад беларусаў, ніколі не скажуць першая эканоміка, а потым наша культура и мова. Ему голову это не придет. Так они достигли того как раз таки с помощью экономики. Люди, которые изучают этот язык. Не перебивайте. Мы все зрабілі на подставе своей культуры, тым ліку экономику. То самое японцы, яны ни на грамм не сдали свою культуру. Яны поставили ее, можно сказать, локомотивом. И теперь усе бегают. Я вот калі вучыў карэйскую мову, нікому на 5 гадоў таму там 6 не трэба было. Цяпер у Беларусі канцэрты, вон залы вялізныя збіраюць. Гэта прыклад. А беларусы сябе зрабілі людзей другого гатунку. Ой, ну что наша мова? Ой, ну кому вот кино, ну навошта на беларускае кино? Ой, ну это ж вот у России не купят, да, там не поглядзяць. Калі людзі думаюць пра некага, не пра сябе ў першую чаргу, яны нічога не дасягнуць. Ніякай эканомікі, нічога. Дарэчы, мне радуе ва Ўкраіне людзі, што я гляджу, калі ўвялі квоты, просто, ну, фактычна гвалтам, на жаль, так, то як рэзка ўсё змянілася з культурай у цэлым. Это і кіно, і музыка, і ўсё, так, просто квітнець пачало. А ў Беларусі ні эстрады, ні кіно. Так а почему? Потому что туда деньги не инвестируются. Потому что гэта рэчы, якія выходзяць з культуры. Калі няма культуры, то гэтага нічога не будет. Вот и все. Тому я рад. Дело в том, что нет рынка, Кошуль, и финансирования нет для этого. Лукашенко это не нужно. Нет, это другасное уже. Оно вынікае з першага, як я сказал, з патрэбы сваёй развіцця культуры. И тады кола крутится, тады культура крутится разом с экономикой. А вы хотите частку одну зрабить? Нет, ни в коем случае никто не говорит, что одно может быть отделено от другого. Никто не говорит, что параллельно и культура может быть тоже. Все как один товарищи либералы сказали спочатку экономика, так вот ничего. Правильно, но одно не мешает другому, Кошуль. Может одновременно и культура тоже подниматься. Просто если мы говорим о другом, что только культура не станет вот тем, что позволит сохранить себе, как я могу вам верить, коли вы кажете мне одно, а робите другое. Никаких противоречий абсолютно нет. Вот, что говорим, то и делаем. Давайте себе почните. Вот давайте верните у себе белорусскую культуру. И тогда я вам поверю. Вот и все. Кошуль, я за ваше горло переживаю. Больше. Ну, люди, знаете, ну трошки меня закрануло. Ну, в принципе... Я согласен с Кошелем на все 100%. Нет, Кошель малайца, гучно казал, малайца. Я так само разумею. Я согласен и с Кошелем, и с Котом. Ну, Кошель привел пример нашей мовной квоты. Правильно? Правильно. То есть, ну, у нас же тоже это не было какие-то там поодинокие выпадки или там что-то там, это пошло себе туда развивать. Это все как-то параллельно. Ну, есть это, есть. Нет, параллельности никакой здесь нет. Здесь стоит на первом плане вопрос самоопределения. Когда человек самоопределился, когда нация самоопределилась, тогда уже все остальное начинает работать в интересах этого самоопределения. Поэтому Кошель правильно сказал. Можно я еще додам? Тут казали, вот будут съезжать. Вот вельми классно выказался Портников. Это не страшно, что люди съезжают. Потому что, вот он сказал про Украину, что Украина мусить быть местом, як сказать, спокойным местом, куда украинцы могут, якія з'ехали, вернуться, так? Не треба з іх ворагаў як рабіць, яны з'ехали. Але адначасова, як ён правильно сказал, гэтыя люди, як бы, то, что яны з'ехали, ничего страшного, потому что, ну, не то, что яны бессэнсоўныя для Украины, а в том плане, что тут застаются люди, ну, вот патрыёты, якія вот тут будут нешта рабіць ва Украине, ці ў Беларусі, так? Як з Ірландыяй здарылася, з'ехалі ірландцаў жыве ў разы болей за Ірландыяй, чым у Ірландыі. І Ірландыя стала пры гэтым багатай краінай. Таму гэтага баяцца абсалютна не трэба. Застаюцца людзі, якія хочуць жыць ва Украіне ці ў Беларусі, разумееце, гэта важна. А тыя, хто з'ехалі, ад іх карысць будзе мінімальная. Нават можа і шкода яшчэ будзе. Не трэба трымаць гэтых людзей. Ну, тут на самом деле многие люди, которые уехали, как раз таки уехали те, кто мог уехать, да. В основном уезжают лучшие, у кого позволяют возможности, кого где-то там берут на хорошие должности, у кого есть финансы, знания, что-то еще. Остаются в основном те, кому просто некуда деваться.
Кому просто нет. Не спорить. Можно я скажу? Вот я хочу поддержать Кошель. Да. Вот люди, которые любят говорить, что экономика превыше всего, это правильно. Экономика превыше всего. Но экономика не поднимется ни на чем. И хорошей почвой для экономики будет просто национальное самосознание. Уверяю. Люди, послухайте, яны добрые специалисты, а яны добрые специалисты для США, для Франции, там, яшчэ для нечего. Яны не спецыялісты, напрыклад, для Беларусі ці Украіны. Яны не будуць так працаваць, як яны будуць працаваць у ЗША. У гэтым праблема. І з'язджаюць людзі, дарэчы, у якіх не так ўсё кепска эканамічна вельмі часта. Вот я па Беларусі нават гляджу. Якраз людзі, якія вельмі забяспечаны. Проста ім гэтая краіна і гэты народ не цікавы. Так які сэнс іх трымаць? Які? Ну, ребята, как я вижу, у нас мовные квоты подоспели позже, чем переосмысление самоидентификации. Поэтому я соглашусь со всеми, все правы в чем-то. Это нужно, это необходимо, без этого никак, ну просто в плане вот угрозы исчезновения нации. У белорусов оно на пассивном уровне, у нас было на каком-то другом уровне. Там, в 2014 году прошли по краю, по лезвию, по самому. И это была встряска, и это был впрыск адреналина, да, то есть у вас такого нет. У вас оно идет другим путем, развивается. И просто когда вот Кошель носитель, один из немногих, там один, если я не ошибаюсь, там из 5% населения носитель мовы, и когда он заявляет, а вот нации уже все, уже, грубо говоря, не 5, все-таки 30% будет, як мінімум. Не, Кошель, ён каже, адсоткаў 5, так? Ну, размовляют отсотков 5 не больше. Разумеют 90%. Да, изучают 100%, а люди, говорят вы процентов 10. Забывайте про малые городки, вёски. Ну, там же так само люди, слава богу, говорят по-белорусски. Ну, я живу в небольшом городке, и у нас как бы полностью русскоязычный. Ребята, всегда села, это восточная Беларусь. Небольшие городки, они являются носителем, они являются носителем языка. Ну, это в западных каких-то районах, наверное. Я размовляюсь по-белорусски. Я езжу в экспедиции кожное лето. И в основном это не заходняя Беларусь. Это усходняя, паўднёвая. Усюды говорить по-белорусски. Вот я был в Любанском районе. Весь район цудоўная белорусская, нават практично литературная не адрозніваецца. Ну, мы спокойно усюды записываем это оговорки, что на Гомельщине, что на Могилевщине, что на Витебщине. Я закликаю шэры кот, не разважайте ў сферы, где вы не зусім ведаете. Ну, магчыма, шэры кот у Ворше, там, магчыма, не так. Ворша это не маленький город по-белорусски. Нет, не в самой, там недалеко. Ну, просто я, например, не встречал, вот пока не занялся, так сказать, оппозиционными этими делами, вообще ни одного белорусскоязычного человека. Никогда. Хорошо, Калибарань, это город фактично штучный. Городок там. Другие, там, Балбасово какие-нибудь, там, не знаю, какие-нибудь там чашки, там еще что-то. Была, ну, далее. Они небольшие, но я не видел, что они какие-то прям вот более белорусскоязычные. Вот на западе, вот там, где Анатолий Сайгон, там где-нибудь Брестская область, Полесье какой-нибудь, вот там, да, там слышно, они отвечают. Анатолий Сайгон, это белорусской мове вообще мало. У вас такие дивные уявления. У вас под боком поездить по Аршанщине, там по-белорусски нормально говорить, а вы рассказываете про заходнюю... В лучшем случае там какая-нибудь торсянка такая, и то так себе. Ой, ладно. А як по вашему диалекту от торсянки отрузните? Ты лингвіст, калі людзі пачынаюць пра трасянку казаць,
не зусім разумеючы, што гэта, ну, што я могу Там сказать? одно слово на русском, одно слово на белорусском, то есть что такое смешное, не сказать, что это не белорусский, не русский язык. Как говорят, колхозная такая мова. То есть белорусским назвать это нельзя. Зразумела. Ну, вы меня все равно статистикой порадовали. У меня было более пессимистично, где я ее взял, опять же, там, от каких-то кацапов. Монстр, я патлумачу. Вот я заўсёды як у экспедыцыі, мне просто, вот, як сказаць, гняце адна думка. Ты трапляеш у зусім іншую Беларусь. Яна беларуская, там людзі яшчэ традыцыі, размаўляюць на беларускай мове. Толькі праблема, што людзі гарадскія ў Беларусі, вот яны кажуць, што беларускамоўныя ў гета жывуць. А я гляджу, што яны ў гета жывуць. Яны адгарадзілі сябе ад Беларусі, яны не бачаць сапраўдную Беларусь. То бок яны не бачаць, што там, от, напрыклад, у мяне быў знаёмы беларускамоўны хлопец, ён у Міністэрстве замежных спраў працуе. Ён думаў, што вот это ён такі беларускамоўны патрыёт у Мінску, а ўсюды вымерла беларуская мова. Мне прыйшлося яго проста вывезці ў вёску на Гомельшчыну. У яго быў культурны шок. То уявіце, чалавек, жывучы ў Беларусі, абсалютна не ведае Беларусь. І без розніцы, гэта лукашысты, там, дэмакраты. Гэта ўсё фактычна рускія ўжо ў гарадах, па культуры, па мысленні. Яны сябе адгарадзілі, яны за горад это не выязджаюць. Нічога, нават калі яны жывуць у невялікім сабе горадзе, там, ці сярэднім, як горш. Яны так сябе адгарадзілі, што яны ўвогуле не бачаць это жыцця навокал. І вот я быў, напрыклад, у гэтым Любанскім раёне, там была страшэнная засуха, так? Просто трагедыя для цэлага раёна. Вы думаеце, дзе-небудзь навіны, хто-небудзь пра гэта клапаціўся, ведаў пра гэта? Гэтыя людзі жывуць як у выгнанні, як от абарыгены Аўстраліі. І гэта віна не толькі рэжыма, а ўсё інтэлігенцыі, якая будуе тут паветраныя нейкія замкі, але пры гэтым не бачыць от людзей побач, як яны жывуць і хто яны. Я понял, получается резервации своего рода. У нас до недавнего времени у нас была дуже така ситуація розпространена. Люди їдуть з села, україномовні люди приїжджають до великих міст, і вони соромляться розмовляти рідною мовою. Вони питаються якось там на російській, якось мішають слова на якомусь суржику. Ну от, це было. Сейчас такого уже нет. Я вот в городе прекрасно, вот в областном центре приїжджає молодежь на учебу з сел, і вони розмовляють, гутарять українською мовою, нікого не соромляться. Чудово вообще, просто никаких проблем. Ну, у нас должен был вот этот быть впрыск адреналина. Мы должны были осознать тот момент, что вот нас чуть-чуть не уничтожили. И все. И вот так вот это было. Так, люди адчулі, што не пагражае. А вот у мяне быў выпадак. Мне запросили у летні, дзіцячы лагер, так. І былі дзеці з Гомельскай вобласці. Я з імі па-беларуску, яны са мной па-расейску. А пайшлі мы ў паход, і я нешта ў палацы застаўся, і тут чую, што яны паміж сабой па-беларуску гавораць, а са мной па-расейску. Я выйшаў, кажу, дзяўчаты, а чаго вы так? А мы саромеемся. А гэта, разумееце, это якая сітуацыя? З чужым нельга па-свойму, гэта небяспечна. Трэба хавацца, шыфравацца трэба. Блин, вот слухаю Біруса, мова чисто біруська, я вже і давно його слухав. Чисто в тебе біруська мова. Вона у мене з малого, я ж від її якби не відмовлявся ніколи. Дуже жайно. А бабуля, мне, можно сказать, пошанцевало, что у меня бабули были неписьменные. Тому русскую мову они ниоткуль не могли взять. Вот это... Ну так, магчыма. Так. Так що, яка наша тема є? Задавайте питання один одному. Хто що може сказати? От у нас є з Росії прийшов один. Лесок прийшов. А далі не буду читати, знайдете. А він вже закрився. От з Росії прийшов. Хто прийшов? Ліс-лісок? Хлопець.
Так, він О, з так Росії он говорит, он в самої. Финляндии уже давно живет, уже много лет там. Он такой же... А, я спитав себе, Он откуда, ватник он просто говорит, я Финляндии. з Росії, ватник, да. Ему Да, сразу это можно Ватан, понять, когда- тролль, жесточайший тролль, поэтому я не знаю, Ну, насколько если он стоит тролль, его я вообще ему пускать. прикрою микрофон. Если что, я ему микрофон прикрою. Сразу можно ему ватник. Не, ну просто я с ним разговаривал уже много раз, как бы не один месяц он у нас на сервере есть, поэтому я знаю его убеждения. Это ватный слушай, тролль а за ты- русский мир. Ты можешь с кем ты связь? А, ты же есть на этом белорусском сервере, да? Сервер Беларусь, имеете в виду, да? Да. Так я его Нет, создал весной. Вот. О, ты создал? Да, я админ этого ресурса. Меня там не пускают никогда, ни на стримы, ничего. Что это такое? А ты там давно? Да, я давно. Есть там еще, наверное. Не, если просто меня не с кем я забанили. не разговаривал, то есть обычно людей, которых я так знаю, с которыми поговорил примерно, да, Есть, вот им белорус. даю роль, чтобы они могли войти в стрим. Потому что некоторые стримы идут тематические, например, только там конкретные Я люди, вот обсуждение есть, темы. Просто понимаешь, как Я он... вот есть. Смотри, украинская хунта. У нас просто некоторые стримы есть конкретно тематические, то есть с определенным человеком там идет по сценарию разбор конкретного вопроса. То есть не так, как сейчас свободный стрим, а именно такие вот, типа как под запись программа. Поэтому туда посторонние вообще не заходят. Ну, я підписаний по старому ніку каратель. Да, последнее время я вообще в Если Дискорде что- редко бываю. Я больше в разъездах, там стримы другого формата. Если что, найдешь меня там. Если будешь. Какая тема есть, что обсудить? Ну, я вдогонку хочу сказать ребятам, Кошелю и Коту по поводу, ну, вот эти языковые все разногласия. Вы должны были, я уверен, вы наблюдали ситуацию у нас, которая форсилась, которая была одним из факторов для разжигания и, в принципе, местами очень успешно это было произведено. Эта спецоперация, она имела результаты. Поэтому будьте умненькими, учитесь на чужих ошибках. И по поводу того, кто на какой мове разговаривает, вам нужно консолидироваться и противостоять агрессору. Тем более, когда мы его ослабляем ежедневно, успешно, подключив к этому всю цивилизацию, весь мир, в принципе, по сути, да. И вот не упустите момент вот этот вот, потому что мы, даже если вы там, кто-то местами отчаявшись, там считает, что вот нация белорусов уже там почти ее нету, вы как феникс, я верю, восстанете из пепла. Монстр, я не в отчаянии, я просто специалист и реалист. Все можно узнавить при жаданні. Тільки проблема, що інтелектуальна частка російськомовна мусить усвідомити свою адказність. А пакуль що відбувається, от, наприклад, зараз судили редакторку російськомовного ресурсу, яким тоннами передруковує російські сайти і фактично вельми специфічно ставиться до білоруського. Яны зараз ще гаро за яе, разумееце, напрыклад. Вот і все. Понятно. Вот уявіце, я хочу договорить вот з этой редакторкой. Я же яе ведаю, мы разам працавалі. Яна была тыпу беларускамоўная. Яна тыпу нават в этих апозіцыйных мітынгах прымала. Як толькі запахла грашыма, чалавек скурвіўся. Можешь не продолжать, она дала в жопу за рубли, это все понятно. Я зауважу на Фейсбуку, чалавек я пытаецца по-беларуску, яна ему адпісвае по-расейску, хаця выдатна ведае беларускую мову. І вот гэта і наша эліта назвала вот тых людзей, уладальніка портала яе назвала героямі Беларусі. Ну пра што гаварыць людзі?
Ну, тут вообще-то речь про свободу слова. То есть от того, вот, что ты говоришь, это как бы не значит, что нормально притеснять свободу слова. Пропагандистов бароните их свободу слова. Пропагандистов чего? Она русский мир не пропагандировала. Она не была... Зайди на сайт, погляди, откуда яны информацию берут. ТАСС, уявите, ТАСС. Ну, Тутбай всегда себя позиционировали как вообще независимые. Они говорят, мы не оппозиция, мы не за власть. Они не за Беларусь, у этом беда. Ребят, ну, за журналистику, за свободу слова я вам много могу что сказать. Ну, как бы я вам ничего не скажу нового. В принципе, ребята образованные, всесторонне развитые. Наблюдайте за тем, что происходит у вас на соседних границах. Вот, когда Украина 6-й год борется в демократическом режиме, да, когда у нас свобода слова, она просто стала вседозволенностью. И у нас журналистики как таковой почти нет. У нас журналисты, они просто пишут заказуху против власти, и им за это ничегошеньки абсолютно никто не может сделать. Просто вот не может, потому что все знают, как только кто-то в их сторону рыпнется и скажет, что ребята, а что вы вот это вот пишете джинсу, а что это вы без доказательств, то да сё накидываете на вентилятор, сразу начнется такой вой сумасшедший со всех сторон, утиски, наступили на глотку, отменили свободу слова, узурпировали все такое прочее. То есть у нас журналисты творят, что хотят, откровенно подыгрывая и подмахивая врагу. Монстр, у нас проблема з журналістамі і гэта ёсць, але самая вялікая праблема, што гэта ў масе сваёй вельмі неадукаваныя людзі. Яны неадукаваныя не тое, што там аналітычнае мысленне ў іх адсутнічае. Яны нават пісьменна сказ напісаць не могуць. Разумеешь, в чём проблема? Во многом, Кошель-то, это проблема из-за Луки. Многие кадры зачищены были, то есть сколько людей уехало. Ему это не нужно. Ему не нужны такие журналисты, тем более, чтобы независимые были. Ну, представь себе, если бы здесь были реально, вот как ты говоришь, такие профессиональные, прям вот мощные такие журналисты. Ну, как бы Лука к этому отнесся? А хто перашкаджае тым, хто вучыцца нармальна, быць чалавекам адукаваным? Кто Лукашенко перашкаджае? Никто, они же есть и были, просто кто-то он съезжает, кого-то убили, кто-то еще там что. Понимаешь, нету кадров, то есть людей запугивают, сажают, вот тоже дело Марины Золотовой. Вот она одна из всех, она, как говорят, не пошла там на сотрудничество, так сказать, жестко себя повела, показала принципиальную позицию. Поэтому ее одну из 14 там, или из 15, на нее одну повесили уголовное дело. Остальные потом, один чувак в августе еще, которого выпустили, только признался, говорит, мне менты угрожали, сказали, мы там опубликуем твои данные, начали его прессовать, сказали, подпиши лист о сотрудничестве. Он вышел, он подписал, да, и сказал, да, я подписал, и все. Понимаете? Есть такая тут баевская штучка на английской мове, Беларусьфит называется. Можа ведаешь. Вот коли не ведаешь, это тут бай робить. Так вот, яны литерально на днях проговорились там. Яны писали там про белорусские выразы устойлівыя, и там написали такую фразу по-английски. Ну, вот белорусы так кажут, а наши русские так, а украинцы вот так. Я у них запытался, кто такие наши русские? Яны хутенько поменяли все дело. Что ты мне про их рассказываешь? Я их облупленных ведаю. Так вот и получается такая картина, что Лука душит белорусских патриотов, потому что он их боится больше даже, чем, там, не знаю, Путина или каких-то русскомирных пропагандистов. Он до этого их пригревал сколько лет, а сейчас только уже немножко хоть начинает шевелиться, хотя и то не особо видно. Он боится больше оппозиции и вообще белорусских патриотов, чем русский мир и Путина. Да не тому. Просто здесь трошки рамсы попутал, как кажут теперь. И просто ему указали его место про золото. Вот и все. Это банда. Одна великая банда. И просто, когда ты у этой банде не делишься грошима, тебе указывают твое место. По-розному.
Ну, особый-то прикол тоже в том, что Тутбай, они всегда себя позиционировали как, типа, мы не оппозиция, мы независимые реально СМИ, мы не за власть, мы не против, как бы, вот вы там оппозиция. Я тебе зараз скину відео, всім скину. Ну, може, українцям не вельми цікаво. У Ворши був семінар, і там аналізувалися наші сродки масової інформації. У тим ліку Тутбай. От ти послухай, що люди уважно проаналізували Тутбай, і до яких висновок прийшли. Причому російськомовні аналітики були. От я зараз поспробую знайти той відео. Кинь спілкування. Добре. Кому цікаво, можете подивитися. Я сам хочу подивитися. Взяти подивитися. Скидайте відео. Кому що інтересно, скидайте. Хто хоче чим поділитися. Є чати для того тесту і створення. Скидайте сюди. Сірий кот, ти вже закінчив стрім? Нет, стрим идет. Пока разговор есть, стрим идет. Добре, добре. Пусть идет человек. Идет. Іра, тебе погано чути, будь ласка, підголосніше. Говорю, пусть работает человек. Так, добре. Дуже дякую, що ви на першому стрімі були. І зараз. Дуже дякую, хто приходив, хто відходив. Дуже дякую всім, хто був на першому стрімі. Дуже дякую. Від імені адміністрації дуже дякую. Модерації. Вам спасибо, ребят, будем заходить. Сейчас Заходьте, дуже раді. Знакомству, рад общению. До новых встреч. Запрошуйте там людей. Спасибо. Давай. Добре, дякую. Фридрих был, да? Все другой вечер, кого не видел, там все общались, такая тишина. Фридрих, ходу пішов на інший сайт, канал. Ага, ты ему писал, говоришь, чтобы он заходил. Так що таке, хлопці. Будемо заходити, будемо спілкуватися, людей запрошувати. Дуже прошу от сірого кота, щоб людей там позапрошував багато. У нього там стрімчик іде, порозкидував всім. Хто чує на стрімі в кота, заходьте, спілкуємося на різні теми. Да, я добавил в описание ссылку на ваш канал в YouTube и на сервер в Дискорде, чтобы зрители знали, кто не подписан. Дякую, дякую. Дуже дякую. Нам побільше блогерів тут. На стрим был. Ты видишь, Ким? Говорю, у нас было 2 стрима. Да-да. А, 2 даже? Так, я подякував, хто був. Да, ну я так, я чё. Ну, это тестовый, то есть это не конкретно. Ну да, то есть, я же говорю, как бы, ну нормально, отлично, то есть первые там, тетя Оля вообще выручила, там, распулялась, не молчала тетя Оля, да. Так, от така є в нас тетя Оля, вона не мовчить, вона як щось каже, то каже прямо. Да, моя все прямо и все в лоб. Так я немножко приспал, потом этого, думаю, выключить, чтобы там не торчать, там, не дай бог этого. Та я не спав, чесно, теж, я не спав, я от бігав і вішаний по тих кімнатах, блін, там повний жесть. Так что таке? Это шоу, хотел посмотреть еще какие-то там, что там интересно. А, посмотрел за этого, за Зеленского, то, что мы говорили, за эти, как это там, за прослушку, ну, такое. Мне интересно, так скажем. Не интересно или интересно? Нет, за прослушку я говорю, просто, ну, как бы это вот. Ну, сейчас тут, как бы, ну, так она себе.
ну так и так и так. То, что я же говорю, я в Конституции вытащил это вот, перед этим я смотрел, там какая-то статья, где у нас в Конституции сказано, что прослушивать нельзя, а прослушивать можно только в том случае, если есть подозрение на какие-то там преступления, то есть, ну, в таких случаях. То есть, там написано, и то с разрешения суда. Ну, и Аваков как бы сказал, что да, это было спрятано в одной из 9-этажек напротив офиса, в лифтовой, не в лифтовой шахте, а там, я так понимаю, что в лифте, где идет моторы стоят и так далее, типа в таком этом помещении. Обратились... Вы смотрели, да, эти видео? Ну, то есть там обратились эти вот Зеленского команда, через окно было видно, что люди на крыше как бы смотрели в сторону, ну, в их сторону, метушились, то есть очень много было движений. То есть как-то это было все... Ну, спецслужбы, я думаю, чтобы сделали это все красивее. Или не знаю. Чим вони прослуховували? З допомогою 2 Wi-Fi роутерів? Ну, я не знаю, какой там как бы... Это же сняли эту всю прослушку, сняли этот ящик с этими всеми делами и сказали, будем разбираться. Как бы ждем официального еще подтверждения от... Может, уже есть, если надо посмотреть. От наших спецслужб. А як скаже СБУ, що це фейк, то як завжди скажуть, а що ж вони ще могли сказати? На злодії шапка горить, мої рідненькі. Может и так. Но справа в том, что заснято, как эти люди там метушились, понимаешь, но для спецслужбы, ну как-то это вообще, ну, дешево, типа, сработано. Ні, ну, для Служби безпеки Коломойського нормально, а для СБУ ніфіга. А можливо так, можливо і так, що, тобто, типу, підстав, ну, зробити такий от піар-ход якийсь, може бути. Ти як думаєш, зніме кандидатуру Зеленка чи ні? Невідомо. Ти знаєш, я чекаю, я думаю, що за тиждень десь, може навіть менше, перед виборами буде якась бомба. Буде бомба, яка щось, ну і буде так, щоб не встигли, знаєш, оправдатись, так скажемо, другі. Ну щось буде. Ну, щось дуже так, вони так, гризуться і дуже зараз так тихенько стало. Хто гризеться? Вони всі топлять пороха. Гроші прислали і все. Може так, десь щось буде ще. Буде якась... Блядь, хто підтримує від пороху чи ні, як це можна не бачити, що всі вони один одного не критикують, вони один з одним дуже солідарні, у всьому згодні, головні тези – злочинна влада, влада на крові, влада корупції. Ну, ти знаєш, тобі скажу, що в даний момент проти Пороха, якби був хтось інший зараз президентом, хтось з них тупили би того. І все, тобто їм треба дискредитувати того президента і показати, який я буду ліпший президент. От і все. Тобто в тому плані вони... В них паніка. Можливо. Хоча я би не сказав. Може я так... Я не побачив той. Смотрите, народ, вопрос такой есть из чата. Человек спрашивает, Степан Сорока, питання до блогерів з України. Як оцінюєте корупційний скандал в Укроборонпромі? Наслідки, можливі способи розв'язання проблеми? Что-то такое. Наверное, пиар, то есть это не есть более такое-то... То, что показали, допустим, да, нам нужны были запчасти, допустим, к этим БМП и так далее, так, насколько это все показали и раздули, то есть, неправильно. Я кажу, що це банальна заказуха. Він же мав всі необхідні дані, як мінімум рік тому. Він міг і рік тому їх опублікувати. Он їх викладував рік тому. А що це случило, що його тільки зараз така увага? А що це стресло, я перепрошую? Я не знаю, ви у нього спитайте.
А в нього питати неможливо, господи. Як в нього вся родина в РФ, то на кого він буде працювати? Як ви думаєте? Це у кого? У Біуса, що? Так, там за Біус. Дружини, вся сім'я в РФ. Ой. Тяжко, Так, ну, тяжко. Серега, то есть... Относимся, короче, так скажем, к этому... Собака... Хлопці, ну собака от лает. давайте виходити з того. Я не знаю, там, знаете, кто такие Бигус. Ну вот давайте говорить о таких вещах, которые вот то, что мы видим, да. Вот мы видим, допустим, дома, которые, ну, не может позволить себе наши чиновники. Ну, вы же видите их глазами, вы их ощущаете, они осязаемы. То есть это не какие-то там Россия, там, знаете, там подкинула, там еще там что-нибудь. То есть есть машины, которые там, деньги у людей, там, да, которые они не могли заработать. Ну и так далее и подобное. Такие вещи. То есть, ведь мы же не говорим о распятых мальчиках, да, какие-то там в трусиках. А мы говорим о вещах, которые, ну, вот реальны. То есть, и я не знаю, если, допустим, для вас допустимо, что Украина, знаете, вот Порошенко заявляет, что там, вот мы тут такие классные пацаны там, а по факту мы, оказывается, даже не можем сделать долбанный высотомер и покупаем его у агрессора, да, который мы тут каждый день заявляем. Ну, блин, ну просто стыдно, ну стыдно вообще, вот просто сидишь и думаешь, ну что за идиотизм вообще. А знаете, почему получается так? Ну, это как бы не мои слова, потому что дураки дают приказания, идиоты их выполняют, а на выходе абсурд. Возможно. Ну, согласись тоже, то есть мы настолько были завязаны с Россией. Я согласен, но высотомер можно сделать без проблем. И мост для БМП можно сделать. Тут же речь идет не о том, чтобы, понимаете, купить. Даже, в принципе, можно было бы купить их в РФ, если бы эти люди не наживались на этом, понимаете. Если бы это было действительно ради какой-то там цены, и там какая-то цена была, ну там же цены завышенные там 3-4 раза. Ну люди, ну в стране, в которой нету ни медицины, нету люди, блин, ну живут-то, блин, там на 5, на 3-4 тысячи гривен. Ну, ребята, ну давайте исходить из реальности. Ну, хватит вот этой, понимаете, вот этой вот бить себя в грудь и кричать, блин, вот это, вот мы сейчас всех тут завалим, понимаете. Ну, питання до тебе. Да, давай, я готов ответить. Ситуація якось вплинула на твій особистий вибір. Ну, да мою ситуацию никак не... Мое решение никак не поменяло. То есть я, в принципе, ну... Это был только вопрос времени. Я был уверен, что когда это произойдет. Окей. Ну, в принципе, я еще эти штуки выкладывал еще год назад. Или когда о том, что на Ленскую кузню ввели офшорные, вернее, эти сомнительные компании, по которых юридические адреса находились в каких-то там жилых домах, там, и это они выкладывали еще до сих пор. Просто, видимо, тогда еще, ну, как бы, это был такой первый шаг. Было, так сказать. Что-что? Тогда к этому не прислушивались или как? Кто не прислушивался? Ну, это лишь первый шаг, я понял. Я что-то плохо слышу тебя, что-то как-то... Сейчас нормально? Ну, сейчас тогда лучше стало. Сейчас я настроюсь еще потом. Ви визначите, за кого будете голосувати на парламентських виборах? Ой, то дайте хоть дожити до президентских, не то, что там это. Ще не определился за парламентських. Ще невідомо, чим це закінчиться. Необхідно бути далекоглядним. Я згоден, но зараз на даний час. Ну, я не знаю, я ще не думав про парламентських виборах. А коли приблизно почнете? Приблизно. Шерикот, ти тут? Вибачаюсь. Да, я здесь. Это видео находится на твоем же канале. Вот погляди свое ж видео про тут. Ну, я так и думал, что ты про это говоришь. Я присутствовал на этом исследовании, совершенно верно. И что? И что? Ну, и тебе этого мало, так? Нет, так и мне не просто этого мало или много. Я же это видео как бы снимал. Руки со спутника, пропагандистского канала, это так само недостатково, так?
А при чем тут «Спутник»? Просто «Спутник» это явно российский канал, а Тутбай они тебя позиционируют. Тутбай передруковывает ТАСС, «Спутник», РБК и іншую пропаганду. Это как бы нормально, это как бы обычное дело, что некоторые сайты ссылаются, например, если «Спутник» выдал какой-то перл, то, например, и оппозиционные сайты ссылаются. Вот со ссылкой там на Russia Today Путин сказал там вот такое вот, сказал там вот такое вот. Это питание, як это подається. Можна спаслаться, я згоден. Тільки питання, под яким соусом. Ну, так под каким редакция скажет, под таким они подают. Это вопрос к редакторам уже, а не ко мне. Я балдею от вас. Чего вы хотите досягнуть таким чином, я не зусім уже уявляю. Чем больше разнообразия, тем лучше. То есть есть явно пропагандистские каналы, типа там «Спутника», Russia Today и прочие. Они, согласен, что могут быть ограничены. А если какой-то канал делает перепосты каких-то статей, например, того, что в России происходит. Так что на Тутбае усе артыкулы про сусветныя падзеі, все перадрукі з расійскіх СМІ. Яны прымушаюць беларусаў глядзець на свет праз прызму расійскай пропаганды. Что тут незразумела? А то, что вот у нас в кабельной сети, например, большинство каналов российские, в том числе там РТР Беларусь, НТВ Беларусь. Англійскую мову адмянілі, веданне, так ужо. То бок, каб даведацца, так яны нават пра Украіну навіны з расійскіх СМІ змяшчаюць. Альбо з вельмі спецыфічных СМІ украінскіх. Ну и что предлагаете? Закрыть Тутбай, что ли? А вместо чего? Вы же понимаете, откуда это все, почему это идет? Я пропоную не закрыть это... Вы не закрыеце іх. Яны працуюць таму, што ім можна працаваць. Я просто пропоную трошки... Так просто, а кому это вопрос? Это вопрос должен быть к редакции Тутбай. Что? Это же вопрос должен быть к редакции Тутбай, а не ко мне. Нет, это не питание... Тутбай это один из... Что «Комсомольская правда» в Беларуси это белорусский СМИ. Белоруссии это белорусский СМИ, так? Так понимаете, Кошель, тут проблема в том, что они берут контент российский, да, ну можно брать западный, да, я не знаю, что они берут, это осознанная политика, либо им просто удобнее так, мы как бы не это сейчас берем. У нас проблема в том, что у нас свой белорусский контент качественный не делают. У нас как бы нет рынка там такого широкого рекламного, то есть у нас нет столько специалистов, кто мог бы делать, например, сериалы качественные, снимать полнометражное кино нормального уровня, хотя бы вот уровня, как Украина там, допустим, да. У нас этого нет просто, у нас нет таких специалистов. У нас не специалистов нема, я уже вам тлумачу, вы категорично не разумеете, что я кажу. У нас культуры нема, кино, музыка – это продукт культуры. Не может с пустого узникнуть нечто. А у нас разве пусто? У нас разве нет запроса на это? Есть вон всякие независимые режиссеры, которые снимают. З мовой знішчаецца і культура. Мова і культура – гэта два бакі аднаго медаля. А праблема ў тым, чым вы замяняеце? Ці у вас за расійскай мовай хоць нейкая культура тут стаіць уласна? Ніякай нема. В Америке вон отличное кино снимают, а кто его снимает? Там и евреи, там и ирландцы, и англичане, и поляки, и кто угодно. Американцы. Вот, американцы. И это им не мешает делать хорошее кино. По-перше, это эмігранты, не трэба блытаць. Это трошки іншая рэч. По-другое, нават калі эмігранты, яны не размаўляюць на брытанскай англійскай. У іх свая англійская. Все свое, граматыкі, яны вывучаюць яе. Это фактычна ўжо асобная мова. Таму гэта не той прыклад. І у іх на гэтым развіваецца культура. Свая, эмігранцкая. Я разумею, што хочацца параўнаць ЗША і зрабіць Беларусь эмігранцкую, но так не будзе, бо ў Беларусі это не эмігрант, это ўсё-таки аўтахтоннае насельніцтва. І вот калі пачытаць Церашковіча таго ж, на нашай ніве возьмите, наберыце Церашковіча. Ён выдатна сказаў, няма сэнсу прыводзіць прыклады з Новай Зеландыі, там, ці каго ён там назваў, таму што там свае мадэлі развіцця, і Амерыка свае. А у нас, мы живем, вот у нас суседи поляки, русские, украинцы, там, прибалты, финны, вот наша модель. Мы не можем быть не такие, как яны.
Таму не трэба Амерыку прыводзіць, это бессэнсоўны прыклад абсалютна. Покажите мне, хто з наших суседзяў выракся сваёй мовы до такой ступені, што разбурэнні пайшлі проста па культуры па ўсіх кірунках. Хто? Так ужо смешна, нават уже это вот здавалася просто мова, падумаеш, это ж свого рода камунікацыя. Так я гляджу уже нават нават кухня беларуская знікла. Кухня все. Пра што тут казаць? Ну вот видите, так, я сейчас там писал кое-что, человеку ответил. Вот вы сами себе противоречите. Вы говорите, у нас тут 30% там белорусскомовных, у нас там все в деревнях, культура, все есть. Но сами говорите, у нас культуры нет. Как только вы их загнали. Кто загонял? Я никого не загонял. Я только за, пожалуйста, все, давайте. Не, вы не за. Вы не хотите нават близко эту культуру принять. Вы сядзіце ў сваёй расійскай гэтай культуры, и правда вот лічыце, что она демократичная, вот такая, ну, российская, але наша. Ничего подобного, она российская. Вы не бачите ту, и вы ей фактично дапамагаеце у тым ліку саўдзельнічаце ў яе знішчэнні. Таму яна ізаляваная. Яна не распаўсюджваецца на ўсю Беларусь, на жаль. Кстати, ребята, белорусы, а какое ваше национальное блюдо? Что национальное? Блюдо. Кухня ваша. Да много всяких. Только вот теперь скажи, ничего и не зробяць. Так смешно, у ресторанах нават дранікі не умеют робить люди. Про что казать? Вот, интересно, да. Я вот, у меня же говорю, вот в Брестской области есть за Шовскими озерами дом, от бабушки остался. Вот приезжаю, и вот, да, вот мне стало интересно ваша кухня. Потому что, ну, вот как бы приезжаешь, ну, там мы своя, ну шашлыки, допустим, такой там, дичь какой-то зажарили. А вот ваша кухня... Ну, у нас кухня вельми близкая с польской и немецкой, в принципе. Традиционная такая кухня. Вот. Ну, а теперь что? Вот теперь шашлыки. Правильно сказал. Там, да, там, то, что там леса, допустим, ребята бьют кабанов, ну, именно, если молодого кабанчика, то на шашлык старый, там, уже в основном собакам. И то, что я увидел, еще вот дичь именно кабанов замачивают в кефире. То есть, чтобы он мягче стало мясо. У нас там в уксусах и так далее. У вас, ну, именно там, вот, я говорю за Томашовку, может, знаете, это Брестская область. То есть, там вот ребята-охотники, они... Дичь замачивают в кефире, она лежит там, и потом после этого делается уже там в кефире с луком все, то есть это замачивают. Не, ну вот элементарно, вот взять сальтисон, так, ну ведаете сальтисон. Он на Украине сальтисон, да, он на Украине делает. Так, вот попроси белоруса городского зрабіць сальтисон. Попроси журы, уже жур нават не ведаешь, что это такое. Бабку попроси зрабіць. Да я не знаю, это что такое? Зацірку попроси зрабіць. Да нават да, у меня был выпадок смешны. Я неяк у арабаў выкладаў, ну і запрасіў у госці. Ну і кажу, прыгатую нешта такое наше. І вырашыў наш традыцыйны борщ прыгатаваць. Яны як прыйшлі, пачулі, што борщ будзе, аж скрывіліся. А потом не оторвать было. Оказывается, яны шмат дзе спрабавалі борщ, и настолько несмачно готовить, ну не умеют. Разумеется, кухня такая рэч. Это как мова, она передается с детства. Вот смак вот это, так. Ну вот, это как пицца, так. И ты не зробишь пиццу, как итальян. Яны с детства ведаюць, як яна мусіць смаковать и все.
так і з кухні. І людзі не ведаюць. Всё. Ну, па рэцэпце нешта робяць, ну, але гэта не тое. Так я кажу, у мяне не адарваць іх было. Ну, мяне бабуля навучыла, як бы, і я это люблю з дзяцінства ўсё. Это кухня. Смачна есці заўсёды. Я, говорю, не понимаю этих русских, зачем они варят салат. Так. Они его борщ называют. Там шаві, ну розныя ёсць, як бы. Ну, моё любимое это бабка. Это такая запеканка с бульбой. Извините, я перебью. Я вспомнил самое, что мне больше понравилось в Беларуси, это холодняк. Это холодный борщ, да? Вот. Холодник, вот. Так. Не окрошка, именно борщ, но он такой, ну вот, ну мне понравилось. Ну это лучше так, холодный борщ. Летом то же самое. Так он на зубах жир весь налипает. Нет, это не такой, Фридрих. Это вот именно что самое интересное, вот он как-то вот такой вот, ну не наш такой, ну вот, и не окрошка это, но это борщ, реально борщ, но он... Но он на говяжьем бульоне или на Я не мог представить себе, ну не знаю, но я не мог себе представить борщ, есть холодный. Не, ён не на бульоне. Ну, можна по-рознаму рабіць. Ён без мяса увогуле, это ж летні. Там яйка крышыцца, гурок, цыбуля. Можна зеляніну дадаць, можна бульбу перацерці, каб не было кавалкаў. Ён вот улетку вельмі класная штука. Ну і смятану туды дадаеш. Я яго холодным менавіта. Да, и он красный. У нас, допустим, есть окрошка, да, допустим, а у них вот холодняк. Он с бурячком все, то есть, ну, вкусный. Доктор, привет. О чем подискутировать думаешь? Доброго ранку. Добрий вечір. Ви так скучили за мною, за доктором, так як пацієнти психіатричної лікарні за своїм новим санітаром. Та ні, чому? Я до вас не маю. А я подумав, думаю, як нового санітара так чекали. Ну, ви собі вже так не льстите. Чекайте, хвилиночку. Ви прийшли із своїми діагнозами, чи вам присвоїти свій? Знаєте, в мене їх так багато, напевно, ну ви хотіли б знати, що... Мы тут обсуждаем, с чего начинается Родина. Я від доктора би хотілося б... Батьківщина починається з того, що вішають москалів і олігархів. А мы думали, самоидентификация. Ні. Так, доктор, каб повесить яго, трэба ж самоідентифікацію нейкую мець. Ні. Той, що вішає москалів і олігархів, це явно українець. Так як забігає в трамвай пожилий бандерівець, достає з-під поли кулемет і наказує всім москалям встати. І в куточку піднімається африканський чорненька мавпа, чорношкіра. А старий бандерівець: синку, мавпочко моя, сідай, я бачу, що ти не москаль. Ну, то в курсі, так. Так і тут. Ви, доктор, случайно не маєте якусь... Але спочатку не можна вішати москалів. Треба, щоб вони провели суботник, щоб москалі посадили дерева, аж тоді їх вішати, бо скоро ж дерев не буде вільно. Ви так гадаєте? Так. Та він придуряється, що він там гадає. Так, я ж курсі. Я підтримую просто його. А, доктор, я случайно, ви не маєте родини десь з Гуцульщини, ви там... Немає. Значить, моя рідня воювала у Бульби Боровця.
Поліська Січ. Знищували червонозадих комуністів, росіян і гітлерівських посіпак. Наразі зрозуміло. Що? Наразі, кажу, зрозуміло, у вас навіть, напевно, є фото діда чи там якісь записи, що ваша родина саме в той час робила, воювала з комуняками. У нормального українця Так. стріхою кожного нормального є кулемет. Не знаю. Я думаю, що має бути якісь гармата ще. Ну, у таких, гармата не в кожного, а на кілька господарів, на кілька газд. Гармат. Я знаю одного діда, то він казав, що в них в селі є кулемет, є автомати, є і гранати. А коли ми спитали в нього, чи в нього стерчить в нього з даху ще дуло від гармати, він каже, хлопці, от чого нема, того нема. Ні. То я щось відчуваю, що ви не зовсім такий українець. Якщо є москалі, то мають бути і кулемети. А що, кулемети то тільки для москалів? Якщо ці москалі пролізли в українську владу, то це треба було, щоб і гармати. Ви знаєте, якісь пару